При тому вона почала на 2 роки раніше, і тоді історія стала дійсно відомою всьому світу. Грета. Не сумно вам втрачати статус такого одного з наймолодших світових політиків? Я ж ніколи не претендував на міжнародних політиків, в тому сенсі, що світ знає і раніше приклади, насправді, в нас в Україні в цьому сенсі архаїчний можна закон. до Олександра Македонського, звичайно, дійти в цьому, але історія в тому, що глобальне потепління безсумнівно є фактором, і для України також, і нам треба розуміти, що ми потребуємо грати свою роль в цьому процесі. Але, звичайно, що про найкращий підхід до цього питання дискусія має мати місце, тому що вірити в те, що ми всі трансформуємося і зможемо вести себе ідеально, тяжко. Я думаю, що, як завжди, в нашій історії людства технологічний прогрес є ключовим питанням для вирішення цієї дилеми, яка нас чекає насправді. Бачите, ви хоча й молодий, але фактично вже сформований політик, тому що ви вмієте сказати так, щоб жоден журналіст не міг вихопити з контексту вашу цитату на цю тему. Святослав, дякую вам, що дійшли до нас. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Побачимося у наступний вівторок. Будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, обговорювати з важливими людьми. Будьте з нами, щоб знати більше про Україну, про Крим і про світ. Enfes, Qırım tatar qavesi. Телепроект «Мост» вітає вас! Хайлах Шамлар, АТР телеканал «Яйнада», Копур, программа «Сны серии Тесус». И сегодня в нашей программе визит президента Зеленского в США, его заявление о Крыме, импичмент Трампа и как все это связано с нашей страной. Говорим с гостями нашей студии. Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, депутат фракции «Слуга народа» Василий Мокан, а также Геннадий Борисичев, глава общественного совета при Министерстве по временно оккупированным территориям. Спасибо, что пришли. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность». Ахтем Чигос, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность». И Роман Бессмертный, представитель Украины в ТКГ Минске нынешнего года. Спасибо большое, что пришли. И, конечно же, мы традиционно готовы представить нашу экспертную группу. ЛСДОНИ, народный депутат 6-7 созывов, Тамила Ташева, соучредитель общественной инициативы «Крымсос». Салям алейкум. И, конечно же, Виктор Бобренко, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики. Спасибо, что пришли. Конечно же, я бы хотела анонсировать, что у нас в студии работают телефоны на экраны ваших телевизоров. Режиссеры будут их периодически выводить. Поэтому, если у вас возникнут какие-либо вопросы по уже выше озвученным темам, вы можете звонить к нам в прямом эфире и задавать их гостям нашей студии. Ну а также я хочу уже обратиться к нашим гостям, что у нас постоянно открытые микрофоны. Можете дискутировать, пожалуйста, без проблем и комментировать все, что желаете. Ну и, конечно же, начинаем мы с того, что президент Украины Владимир Зеленский впервые отправился в Нью-Йорк и выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своей речи он упомянул и, конечно же, акцентировал на войне, которая идет в нашей стране через призму Василия Слепака, который погиб на Донбассе. Давайте послушаем его речь. 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує $10. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя.
Таких історій тисячі. Таких куль мільйони. Ласкаво просимо у 21 сторіччя. Вік можливостей, де замість бути почутим, у вас є можливість бути вбитим. Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних інституцій, зокрема Організації Об'єднаних Націй, але слід визнати, що механізм є небездоганним. Вони починають давати збій, ці механізми, а отже, потребують оновлення. Уважаемые гости, у нас для начала один вопрос для всех. Как вам выступление Владимира Зеленского? Хотел бы с Василия начать. Пожалуйста. Дякую. Ну, напевно, скажу, що основна теза, яка була донесена до світу, що з боку нашого глави держави, це те, що війна у будь-якій точці світу, вона не є справою виключно тих країн, які між собою воюють. Це є справою загального світової безпеки, світового порядку. І ключова теза у цьому контексті полягала в тому, що Україна на сьогоднішній день протистоїть дуже сильній державі-агресору, але це не є виключно наша справа, а є спільне завдання утихомирювати отакі от імперські амбіції держави. Але це було зроблено, на мій погляд, не з точки зору країни-жертви, так як це раніше подавалося, а з точки зору все-таки країни, яка вже достатньо багато зробила для зміцнення своєї обороноздатності і просить світу підтримки знайти правильне вирішення цієї війни, тому що Зеленський неодноразово наголошував це і у виступах, і в двосторонніх зустрічах звучало те, що Україна – це незалежна держава, її територіальна цілісність і повернення загарбаних територій навіть не ставиться під сумнів, і ми не готові поступатися цим. Це перше. І друге – це те, що ми сподіваємося на підтримку Заходу у протистоянні з боку Російської Федерації і хочемо миру, але не ціною тих червоних ліній і поступок, на які ми не можемо піти. А це ці червоні лінії – це свобода вибору, в першу чергу зовнішньополітичну, і це, безумовно, наші території і люди. Ахтем Ага, вам понравилось выступление Зеленского на 74-й сессии? В какой-то части, особенно вот в этой эмоциональной части, на самом деле мир немножко становится таким циничным, когда тысячи и тысячи, а то и десятки тысяч людей погибают за право быть свободными, когда сбивают невинных людей террористы в виде государства-террориста России в самолетах. Но мы всегда все в сравнениях делаем. Поэтому хотелось бы конкретики. Например, выслушав Трампа, я далек от того, чтобы проводить аналогии, однако стремиться надо всегда к таким примерам, где четко определяются цели, задачи нашего государства. Трамп по всем государствам прошел, и мы теперь приблизительно знаем, что будет с Ираном, потому что уже вчера президент Ирана срочно встречался с главами европейских государств по санкциям после выступления Трампа, например. Так вот, вот в этом случае, хотелось бы, чтобы он, говоря о той войне, агрессора мы услышали, и об ответственности России, именно России, подчеркивая, и о том, что как там не механизм сбой сдает и какое-то оновление, а недопустимость со стороны России права вето, будучи страной агрессора, страной захватчика. Это было бы тогда более, скажем так, к тем эмоциям, которые он высказал, более конкретизировано. Понятно. Но в целом неплохое выступление. Геннадий. Еще раз всем здравствуйте. Некоторых я уже видел раньше в своих, в тех телеэфирах, в которых участвовал.
Так вот, в предыдущих телеэфирах, особенно в предвыборный период, я всегда защищал Владимира Зеленского, так как он был кандидатом, и ему нужно было дать шанс. В данный момент лично я недоволен как правозащитник его политикой, вот, особенно кадровая политика, это раз. И также я считаю его выступление в Генассамблее ООН не впечатлительным. Чего не хватало? Чего не хватало, я скажу чего. 73% людей, которые за него проголосовали, а именно проголосовали в основном против Петра Алексеевича Порошенко, не хотели видеть копирование выступления экс-президента, который принес на прошлом своем выступлении желтый кусочек автобуса, побитый осколками. По-моему, из Волновахи, я могу ошибаться, но, по-моему, так. Поэтому новый президент, новые веяния, новые ожидания. Народ ему выразил колоссальную, беспрецедентную поддержку. Поэтому он должен был быть более креативным и не опускаться до того уровня демонстраций в зале. Присутствуют делегаты, достаточно интеллектуально развитые, от каждой из стран. И им не нужно демонстрировать пули, металлические железки. Во всем мире прекрасно понимают, что происходит в Украине. Аннексия Крыма признана на международном уровне. Поэтому в данный момент я считаю и по пустому залу, практически по пустому залу это видно, его выступление провальным. Ну, мы, кстати, вот я хочу добавить здесь, были инсайды, по-моему, телеграм-канал УП писал про то, что вот очень боятся, мол, там много людей будет, но когда выступал Петр Порошенко, тоже не было много людей. И в этот раз зал был полупустой. Да, то есть как бы ситуация с течением года не меняется. Я вам скажу, в чем речь. В чем причина? В чем тогда-то? суть? Почему такая низкая заинтересованность именно в государстве Украина у европейских партнеров? Все уже устали от войны. Многие видят, что и Украина в том числе не предпринимает решительных действий. Особенно это сказалось на переселенцах, на политике государственной в отношении лиц, которые вынужденно переселились из Крыма и из оккупированного Донбасса. Да, мы вернемся к этой теме. Роман, вот вы также трактуете полупустой зал как незаинтересованность государств-членов ООН к нашей стране? Ну, доброго вечора. З точки зору процедури і традиції, взагалі не звертайте уваги на зал. Це абсолютно ніякого значення немає. Пустий він, сидить, там хтось не сидить. А на когось зійдуться, бо та людина впливає на все. А на когось не прийдуть. Треба зрозуміти. 42 мільйони населення України і більше 7 мільярдів населення світу – це дві великі різниці. Але я зараз не про те. Кожна така сесія генеральна проходить по заданій темі. Що було темою цієї асамблеї? Боротьба з злиднями, освіта, далі протистояння зміні клімату, інклюзивність. Хоч слова президент України сказав про це? Ні, не сказав. Да, нам болить війна. Я прекрасно розумію, це проблема номер один. Хоча на прес-конференції з Трампом він сказав, що тема номер один – це корупція. Я не буду зараз торкатися прес-конференції, я торкнуся питання тем, які були задані. Вони не розкриті. А тепер давайте боротьба з злиднями і країна, на території якій майже третина чорноземів. Просто голодує сьогодні 2 мільярди в світі. Можна було сказати про те, що ми готові брати участь в програмах, які закриватимуть теми. Наступне. Тема війни. Нам відомо про те, що тільки за останні 3 роки в Ємені від голоду померло майже 100 тисяч дітей. Тобто треба розуміти співвідношення і нашу роль у світі. І тому ми можемо щось у світу просити, але в нас є чого світу запропонувати. І сказати, ми готові брати на себе перше, друге, третє, четверте. Це наша роль і ми знаємо. Що стосується теми Росії, ну, для цього можна було, для прикладу, хоча б запозичити те, про що говорять в Європі. Рада безпеки імпотентна. І не через те, що вона не хоче. Чому 46-47 статті Статуту ООН з 1946 року не виконані? Де штаб управління, де Збройні сили ООН, де контингент? Це передбачено Статутом ООН. Тому такі речі можна і треба було озвучувати з точки зору реформування. Тому що з 1972 року, я нагадаю,
так звана комісія високого рівня на рівні ООН працює над питанням реформування ООН. Якраз в питаннях необхідності впливу на ситуацію подібні, яка існує з анексією Криму, з інтервенцією на Донбас і таке інше. Тому як актор Зеленський справився. Він прочитав добротно, емоційно виступ, але він не розкрив ні теми асамблеї, не доніс проблему і як її вирішувати. Спасибо. Дякую вам. Можно я Гарри Тап. поправлю? Все-таки Давай. уже не актер, уже все-таки президент Украины, выбранный подавляющим большинством граждан. То есть уже чуть другой статус уже у человека. Поэтому давайте как бы актер, мы тем самым нивелируем значимость нашего президента. Это уже наш президент. Спасибо за уточнение. Гарри Тап, пожалуйста. Вы смотрели, в принципе, выступление Зеленского? Как Да, вам? добрый вечер. Мне очень понравилось, потому что я считаю, что он говорил как не политик, и это мое мнение, это не его актерский талант. Я считаю, что он говорил от сердца, что он переживает за свою страну. Я не знаю, каких интеллектуальных лиц вы увидели в зале. Я в зале никого не увидел. И поэтому это то, о чем говорит мой президент Трамп. Где Европа? Где она? Наверное, она занята как раз в то время, говорила... Кари, мы к теме Европы, Нет. к заявлениям Трампа Я говорю, вернемся что, и обсудим. наверное, они были заняты тогда с разговором с главой Ирана, и поэтому они не смогли появиться в зале. Но все же обязательно выступление. Выступление, я считаю, было прекрасным. Оно было, говорил как не политик. Он говорил, называл вещи своими именами. Он сказал, что такое цена жизни солдата, защитника и гражданского населения. Николай, вам слово. Скажите, насколько вам понравилось выступление президента Зеленского? Ну, тут говорили про президента Порошенка. Це не буде видно, але я покажу це вам. Ось президент Порошенко на трибуні Генасамблеї ООН. Бачите, це не та трибуна. Чомусь. Тут сидять зверху люди, великий зал, так? А це зовсім інше. От ззаду люди сидять, бачите? Це що означає? Коли виступав Порошенко, він виступав подивіться на цей зал. Він виступав безпосередньо в залі Генеральної асамблеї ООН. А це зал конференційний, однієї з небагатьох тематичних конференцій. Це не є виступ перед Генасамблеєю ООН, це виступ є в заходах ООН. До цих заходів справді була маленька увага. Там сидить декілька чоловік, тому що це не ті люди, які сидять в великому залі. Промова Зеленського для українського глядача, безумовно, була хорошою. Вона і була розрахована для українського глядача. Тому що для тих людей, які живуть в світі, при всій моїй повазі і шані до Василя Сліпака, тому що він справді великий український герой, але він для цих людей не дуже багато значить. Це він для українців герой, бо ці мільярди людей, на жаль, дуже мало знають про нашу війну. Тому це було звернення до українських громадян, не до світової спільноти. Бо світова спільнота в той час обговорювала розмову Трампа і Зеленського, бо готувалися до цього, які між собою говорили по телефону. І тоді до Зеленського було набагато більше інтересу, ніж для цієї промови, яку я вважаю піарною для України. Ну вот, возвращаясь все-таки к Генеральной Ассамблее ООН и к теме Украины на площадке Ген-ООН, хотя и Дональд Трамп все-таки в своей речи не упомянул об Украине, все-таки лидеры европейских стран, о которых вы сказали, в данном случае президент Французской Республики Эммануэль Макрон все-таки вспомнил Украину и в своем выступлении сказал следующее. Давайте послушаем. Президент Зеленский начал делать первые шаги к миру, а президент Путин смог на них ответить. В последние недели удалось достичь прогресса. Мы знаем, что должно стать следующим шагом. У нас есть Минские соглашения. Мы должны восстановить мир. И в последующие недели состоится встреча в нормандском формате по поводу урегулирования конфликта на востоке Украины. Роман, вы в эфире нашего телеканала говорили о том, что встреча лидеров нормандской четверки вероятнее всего не состоится. Ну вот мы услышали сейчас Эммануэля Макрона. Вы все же придерживаетесь такого мнения или все-таки действительно думаете, что встреча так и не состоится? Давайте так. З моменту обрання Зеленського мені це питання задавали не раз. Я казав, в липні не буде, в серпні не буде, в вересні не буде. В октябре буде? В жовтні не буде. Поясню чому. Тому що Путіним висунуто ультиматум. Це інкорпорування в Конституцію законодавства України так званої формули Штайнмаєра. Я не буду зараз чіплятися за цю тему, бо її, в принципі, знають одиниці, вона нікому не потрібна. Для чого була висунута ця тема? Щоб збити
той курс, який обрав Зеленський. З моєї точки зору, концепція Зеленського з самого початку була абсолютно правильна. Це працювати по соціально-гуманітарній тематиці. І по Донбасу, і по Криму. Що зробив Путін? Він просто з цим штормом, з так званою формулою Штайнмаєра, збиває все це і ставить Зеленського перед ультиматумом. Або він мусить гвалтувати парламент і вносити зміни, і тоді відбудеться те, що називається нормандський формат, або не відбудеться. В даній ситуації Київ затягнув паузу. Києву треба було висунути зустрічну тезу. Скажімо, зустріч в нормандському форматі на рівні глав урядів, на рівні міністрів закордонних справ, на рівні політичних радників. Тобто маневр у Києва є. До того ж, Київ може висунути свою альтернативу, свою пропозицію, скажімо, тема відселення, програма відселення, чи своє бачення врегулювання ситуації і таке інше. Тобто оця мовчанка, яка виникла в результаті ультиматуму, вона затримує ситуацію. Більше того, це дає можливість Кремлю інформаційно, тому що динамік кремлівський великий, перегравати не тільки Україну, а й світ. Я думаю, що в середу, після того, коли в черговий раз відбудеться зустріч в Мінську, Кремль заговорить про те, що Україна зриває саміт Нормандії черговий, тому що вона не підписує формулу Штайнмаєра. Я ще раз кажу, я не торкаюся зараз формули Штайнмаєра, це просто пустишка, яка існує для того, щоб торпедувати процедуру замирення по Донбасу. І ще раз наголошую, або Зеленський буде триматися своєї ж концепції і буде реалізовувати інтерес України, або він буде реагувати весь час на Кремль і весь час буде програвати. А з точки зору факту, буде чи не буде, я дуже сумніваюся про те, що вона відбудеться і в жовтні, і тепер уже в листопаді. Вона, скоріш за все, буде відсовуватися надалі. Дякую за цю відповідь. И, Василий, если же все-таки состоится встреча в нормандском формате, нормандская четверка, будет ли она результативной? К вам вопрос, а потом я бы хотел, чтобы высказались наши експерти. Пожалуйста. Перед тим, як відповісти на це запитання, дозвольте дуже коротко відреагувати на Звісно, будь ласка. репліками на те, що я почув. Я особисто розумію і сприймаю якісь критичні моменти стосовно і візиту, і виступу самого президента, хоча я також вважаю, що він продемонстрував в першу чергу його цінності як глави держави, як лідера держави, і досить вважаю, що непоганий був виступ. Але хочу сказати конкретно, колега сказав, що у світі дуже добре знають про нашу війну. Я дуже в цьому маю великий сумнів, тому що насправді у світі, і в тому числі і під впливом російської пропаганди, багато хто думає, що у нас взагалі якийсь внутрішній громадянський конфлікт, з цим потрібно боротися. А по-друге, дійсно, кожна держава, в першу чергу, і відповідно керівництво держави, в першу чергу керується власними національними інтересами, і пріоритети на таких міжнародних площадках у кожного свої. І Україна далеко не для всіх є у зоні пріоритетів навіть приблизно. Тому завдання президента якраз і було звернути увагу світової спільноти на цю проблему, демонструючи кулю. І друге, з чим я не погоджуюся, це з тим, що можна там проводити якісь паралелі, що президент Порошенко демонстрував щит прострелений, президент Зеленський кулю, але наскільки нам відомо, саме ця новина про $10 за життя облетіла всі світові ЗМІ. І вона набула якраз того резонансу, який дав можливість цю тезу донести. Тому я вважаю, що це був правильний крок. Тепер стосовно слів пана Романа Безсмертного, я вас дуже поважаю, ви правильно звернули увагу, що тематика у самому виступі була не розкрита самої Генеральної асамблеї ООН. Але хочу сказати, що наріжним каменем якраз і було зустрічі, і під час двосторонніх зустрічей, і під час зустрічі з Трампом саме залучення інвестицій в державу і презентацію України як держави можливостей, а не держави жертви, яка весь час у всіх щось просить. І так, він не сказав це у виступі, але у всіх абсолютно інших двосторонніх і, можна так сказати, кулуарних зустрічах, в тому числі з американськими діловими колами, в тому числі з діаспорою, Україна презентувалася саме як країна можливостей для інвестицій. Тепер
Тепер стосовно відповіді на ваше запитання. Так, зараз немає конкретної дати зустрічі у нормандському форматі, і наскільки я розумію, мова йде про саме зустріч на рівні глав держав у форматі 4, тобто в тому форматі, який зараз є. Не йдеться про пряму участь, наприклад, Сполучених Штатів Америки, хоча в нашій команді про залучення США і Великобританії вже дуже давно говорять. Тобто президент Зеленський на даному етапі хоче спробувати у нормандському форматі домовитися хоча б про якісь маленькі кроки, які дадуть можливість стати на прогресивний А вот шлях. уточняющий вопрос можно. Может быть, в ваших кругах, в кругах «Слуги народа», в команде президента Зеленского говорят о какой-то дате, когда может состояться эта Ні, не встреча? говорять. Нет? Справа в тому, що абсолютно правильно було звернено увагу, що має спочатку відбутися тристороння контактна група зустріч у Мінську, де якраз має обговоритися і затвердитися принцип цієї послідовності у разі проведення виборів. Хтось називає її формула Штайнмайєра. Я також погоджую, що це дуже умовна така назва. Має погодитися алгоритм, з яким лідери глав держав вже будуть спілкуватися у нормандському форматі. Дякую вам. Геннадий, вам реплика, и потом Олесь Данил. Да, мы перейдем. Короткая, и мы переходим к экспертам. Я хотел промолчать про $10, про $10, которые стоят якобы цена жизни человека. Так вот, я считаю, что если уже слуга народа об этом сказал, я тогда выскажу и свое мнение. Я считаю, что это популистическая фраза и неверная цифра, поскольку этот патрон нужно зарядить в какое-то оружие, например, в автомат. Дальше нужно обучить солдата, который это будет стрелять. Поэтому намного дороже цена человеческой жизни и, скорее всего, смерти на войне. Я думаю, это было больше формально. Да, но так нет, чтобы донести так тогда я говорю как юрист. Я говорю как юрист. Тогда не нужно приводить какие-то цифры. Скажите, что человеческая жизнь бесценна. Это основа нашей Конституции. Человеческая жизнь – наивысшая ценность. Зачем тогда приводить популистические цифры в виде $10? Ну, я думаю, опять же, это Ваша больше позиция формальность. понятна? Давайте Да. дадим слово нашим экспертам. Да. Что вы думаете по поводу выступления президента Владимира Зеленского? Давайте, да. Ну, Мікрофон. якщо чути, так? Якщо говорити по формату, то згадується перше, от ми бачимо Богдана біля президента, і знову він йому щось шепче на вухо. А я згадую, що коли був Нікіта Хрущов і бив знаменитим тапочком своїм по трибуні, біля нього сидів Громыко, міністр іностранних діл СССР. От, знову ж, але це формат. І що стосується самого виступу, то я би сказав, що це глибоко пацифістський виступ. Наш президент веде себе як пацифіст номер 1 у світі, але для воюючої країни це дуже погано. Саме цим мені виступ не сподобався. Звичайно, були символи, але вся ця парламентська асамблея, і дівчинку привезли з Швеції, і виступав не якийсь еколог, Нобелівський лауреат, а показали дівчинку, щоб нам було страшніше і нам плакати захотілося. Він показав пулю, і щоб нам теж плакати захотілося. Голос у нього був знову ж такий, ну, він, да, вже президент, але з освітою артиста, і він виступив як артист дуже непогано, але стратегічно його виступ, що мусить зрозуміти світ? Україна готова до миру будь-якою ціною. Що роблять в Кремлі? Потирають руки і кажуть, треба дожати чуть-чуть, тобто мальчик созрів, він уже готовий миритись на будь-яких умовах. І він дійсно сказав це і народу України, да? Він сказав, це там вікно Овертона, там, типа, і він закинув вудочку, що ми ж готові до миру любою ціною. І наш президент, на жаль, забуває, що українці – це нація, парадигмою якої було козацтво. Це нація, яка готова була воювати, і українська піхота від 17-го сторіччя найкраща піхота в Європі, принаймні. От. І ще, що я хотів сказати, що, власне, Володимир Олександрович забуває, що українська нація в 18-му році програла визвольні змагання, бо більшовики сказали штик в землю, і в 94-5 році Україна програла від пацифізму, роззброївшись, віддавши атомну зброю. Тому мені дуже не сподобався цей виступ з точки зору стратегії країни, а не з точки зору самого виступаючого. Тут возникает действительно вопрос.
было ли действительно выступление Зеленского пацифистским, и можно ли это трактовать как мир любой ценой, и оттепель, о которой говорил сам Пристайко От несколько якраз недель З назад? точки зору, оце хотів відреагувати з точки зору міру любою ціною. Ні, не може таке бути. Тобто, як мінімум, дві речі це точно неможливі. Перше, це будь-які розмови про політичні кроки без безпекового компоненту. Це, ну, а він ж комплексний, так? Тобто це і роззброєння, і режим тиші, і відведення окупаційних військ російських. Тобто це однозначно передумова, без якої далі рухатись не можна. І друге, це те, що ніяких змін до Конституції стосовно якоїсь особливих статусів, ніяких змін. Тобто я розумію, що у Мінських угодах кожен бачить своє, але маю великі сумніви, що парламент внесе ці зміни насправді. І наш міністр закордонних справ Пристайко на цьому чітко наголосив, що це та червона, знову ж таки, лінія, яку ми не переступимо. Дякую вам за відповідь. Геннадій, ви хотіли короткую репліку і переходимо к другой теме. По этой теме есть. Давайте тогда Да, покороче, да, конечно, чтобы да, мы вы можете ускорились. Да, вы можете присоединяться, да. то есть открытый микрофон. Вы слово даете. Скажу уже, потом вы. Да, давайте, Геннадий, потом Я Гарри. послушал эксперта, это один из экспертов в Украине, которые в течение 5 лет призывали к войне. Ребят, с кем мы собрались воевать? Военным путем решать конфликт. С Российской Федерацией, одной из самых больших армий в мире и самых серьезных армий. Это первый вопрос. Я говорил с участниками АТО и с другими военными, которые прошли Афганистан и так далее. Так вот, они все говорят мне: Геннадий, воевать хочется только тем людям, которые сидят или в Фейсбуке, или у телевизора. Когда над твоей головой пролетает пуля, свистит, когда я, говорит, молодой парень был там, у меня сразу же желание воевать пропало, и я мечтал попасть домой. Это в Афганистане было. Человек при Советском Союзе служил. Поэтому военный путь, когда люди... Вы с кем общались, не надо выдавать за догму. Нет, я говорю то, что человек говорит. Когда и студия поддержала. Нет, один наш коллега говорит, вернее, оппоненты говорят 73% из 60, а в некоторых случаях там даже 50 нету из 45. Поэтому давайте Уважаемый, не давайте так. Кто хочет воевать, пусть берет в руки автомат и сам идет к границе Ви и це воюет. Путіну розкажіть, тому що він війну почав, правда? Давайте ми, Путін війну почав, а не ми. Стоп. Но Вони человек хочуть же, воювати. гражданин Украины Что надо призывает делать? воевать. Сдаться надо. Ваш Не патрон хотим воевать. Что Порошенко, делать? Сдаться экс-президент, надо. признался на весь мир и в Украине Ще раз, тоже на давайте пресс-конференции, мы, что военного пути, решения военного пути не существует. Чекайте, ми Ваш зараз лидер говоримо, признал. ми зараз Нет, ну говоримо. да, никто же к войне не призывает. военный. Да, Гарри, Да, пожалуйста. капитан первого ранга ВМС США. Кто Американская здесь в ментальность к этой этому студии вопросу. был в Давайте горячих послушаем. точках или в боевых действиях? Никто. Так. В гарячих точках були, я як Были журналіст вот, був багатьох да, гарячих если точках, вы не як были, если військовий. вы были Вы вот военные какой страны? Соединенных Штатов Америки. На Соединенные Штаты Америки нападали последние 100 лет? Что значит насадить? Да, Я нападали. спрашиваю, нападали или 11 нет? сентября вам что-то Нет, значит? до сих пор 11 Америка я несет с вами в себе здесь- функции я с вами- в горячих я точках с вами не буду проявлять спорить. свое участие. Поэтому, прежде чем говорить, помните, что вы находитесь в государстве, на которое Я еще напали. ничего не сказал, и вы уже меня перебили. Ну, Давайте, потому давайте что- дипломатию. Давайте слушаем. дадим Гарри, слово, Гарри, да. Нет, ну я еще ничего не сказал. Ну, вы Вы аплодировали. были? Что значит я Ви аплодировал? запитали, чи були хтось в гарячих точках? Я спросил, кто. Відповіли, Так так я... були. Ну вы мне не дали закончить. Гарри, Да, пожалуйста. дайте человеку закончить. Хотя бы дайте мне высказаться. И если кто-то и был в горячих точках, слава и хвала вам всем. Но когда вы пошлете туда своих детей, вот тогда мы можем обсуждать, как надо воевать и с кем надо воевать. Я хочу еще закончить. Вы упомянули президента Трампа, что он не сказал ничего про Украину, а Макрон сказал. Если президент Трамп что-то скажет про Украину, он должен еще сказать про 20 других стран, где происходят боевые действия. И он должен и еще 20 на него обидеться. А то, что сказал Макрон, политик, что и Зеленский хороший человек, и Путин хороший человек, и вообще у нас есть планы, все у нас сработает. У нас большой-большой прогресс. Если мне кто-нибудь это может перевести на простой русский язык, что он сказал, я готов выслушать. Все правильно Гарри, понял. А давайте, Да, давайте. перейдем Позже к состоялось. Нет, я попросил. Да, Ахтем Ага, пожалуйста. Все, дело в том, что мы недавно на экономическом форуме слышали такое вот, на мой взгляд, загадочное из уст президента, что у нас есть некий план, и у меня будут серьезные встречи. Вся страна затихла. Сегодня вы
говорите о том, что есть только нормандский формат. А вчера мы еще слышали, что президент хочет задействовать в том числе и Америку. Результатом этой поездки вышло самое то, что я считаю, то, что негативное. То, что президент Америки сказал, что вы с Путиным сами как-то У нас есть этот договоритесь. синхрон. Давайте мы его послушаем, вместо того, чтобы просто цитировать синхрон Позже Дональда состоялось. Трампа с Я президентом хочу Зеленским. подвестись к этому, что должна встреча Зеленского и Трампа, да. И потом вам дадим реплику сразу же после того, Просто как послушаем, посмотрим, да, о чем чтобы- говорил Трамп с Зеленским. Пожалуйста. Я действительно верю, что Россия, потому что я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то с этим сделать, что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему. Это будет огромное достижение. Все же, может ли такое произойти? Это не вся реплика. Там была реплика, вы как-нибудь с вами договоритесь. Что касается, я вот к этому веду. То есть мы до сих пор не видим четких действий, предложений главы государства, как выходить, вернее, что он видит в развитии этой войны. Так как Порошенко 5 лет Секундочку, не было секундочку. Второе. Уже ж переизбрали. Я считаю, Давайте что... уже Да нет, дальше двигаться, в конце концов. Это болезнь. Это болезнь будет еще долго присутствовать. Дальше. Порошенко не устроил народ, его переизбрали в демократической Сейчас стране. опять идет манипуляция. Это все, я сейчас говорю то, что очень серьезно тревожит общество. И не только здесь, в Украине, но и на оккупированных территориях. Например, ваша реплика от введения оккупационных войск. Стоп. Одну секундочку. Мы четко знаем, что есть приказ об отведении наших сил на линии разграничения. Мы не видели приказа и не слышали нигде о том, что оккупационные власти уходят с нашей территории, с нашей. Поэтому вот эти манипуляции, они и приводят к тому, что потом вот такие телефонные переговоры, вот такие вот месседжи членов команды президента, когда мы должны завоевать доверие у России, да, или что нас в НАТО не ждут. Если мы думаем, что наши партнеры, наши союзники не мониторят все, что здесь в нашей стране делалось в период выборов и сейчас, то мы глубоко ошибаемся. И пока нашей четкой позиции не будет, мы будем от Макрона слышать такие слова, мы и от Трампа будем слышать такие Вот давайте слова. все-таки, возвращаясь к беседе и встрече Трампа с Зеленским, я вот все-таки, Гарри, у вас тоже хотела про это спросить. Вот вы сказали, если Трамп скажет про Украину, то ему придется сказать еще про 20 стран, да? Но Трамп, Соединенные Штаты, это страна-подписант Будапештского меморандума в том числе. Как вы считаете, так если эта страна-подписант Будапештского меморандума, разве не Соединенные Штаты не должны быть вовлечены в процесс, о котором мы сейчас говорим, именно разрешение ситуации в Украине? Я думаю, что мы вовлечены. Трамп говорит и делает, что он может. Я думаю, что с тех пор, как Трамп стал президентом, он довольно-таки много сделал для Украины и довольно-таки много сделал против Путина, против России. Поэтому, конечно, он вовлечен в это. И мы все, Я хочу сказать, что самые такие слова, которые ваш президент сказал в ассамблее, которые меня тронули больше всего, что он сказал, что если вы все думаете, что эта война только на территории Украины и только распространяется на украинцев, то вы все ошибаетесь, она придет и к вам. Это были золотые слова, я считаю. Вот в продолжение ваших слов, вот во время как раз этой встречи Трамп в очередной раз сказал, что высказал свою позицию касательно того, что Крым украинский, что Россия его оккупировала, Россия должна уйти. Аннексировала. И он сказал, что Зеленскому, сказал вот как раз во время этой встречи, что, то есть, будем по возможности максимально помогать. Вот интересно, в чем эта помощь может проявляться, финансовая, дипломатическая, заявление, позиции просто. Пожалуйста. Геннадий. Я хочу сначала прокомментировать, когда Трамп высказался о том, что надеется, что встреча Зеленского и Путина состоится. Я в этом ничего плохого не вижу. Не вижу, что Трамп перестал быть нашим союзником как президент Соединенных Штатов Америки. Он, как нормальный, вменяемый человек, политик, сказал, что один глава государства без посредников желательно должен встретиться с другим главой государства и прийти к какому-то консенсусу или не прийти к нему вообще. Это первый момент. И второй момент.
момент очень важный по поводу того, что сказал Трамп, и по поводу упоминания Украины. У Трампа достаточно сложная политическая ситуация в его стране. У него есть очень сильные оппоненты-демократы, которые, я бы сказал, мониторят буквально каждое его слово. Поэтому, если он что-то не сказал, я думаю, человек знал, что делает. Можно я только добавлю, отвечу на ваш вопрос? По Будапештскому меморандуму. Да, что, понимаете, надо понимать, как избрался Трамп. Он избрался на том, что я воевать не буду, я не хочу, я не человек войны, я заберу наших солдат из этих бесконечных войн. Я переговорщик, я буду договариваться с кем угодно. С Ким Чен Ыном, с Ираном, сяду за стол переговоров. С Талибаном, с чертом лысым я сяду до того, как я пошлю туда моих солдат погибать. Поэтому он и говорит это, что встретитесь. Можно, да? Говорите. Я не думаю, Да, вы что можете, да. Трамп что-то новое сказал. Все президенты до него, и команды президента, и остальные ветви власти достаточно успешно путем и санкций, и переговоров, и давления справлялись с этой задачей. В своем выступлении внимательно послушайте Трампа. Он четко определил, какие механизмы он предполагает, как президент страны, включить, например, по Ирану. Потом вы поймете, в нашем случае мы тоже ждали, что после встречи или в своем выступлении, что раньше всегда упоминалась Украина, не упоминалось, а говорилось об Украине и о том, что Россия агрессор. Так вот, мы тоже, конечно, как граждане Украины ждали, что Трамп скажет более конкретно, а не то, что мы сами как-то договоримся. И ссылаться на то, что это имелось в виду, что Путин и Зеленский встретятся віч-навіч і будуть спілкуватись, це, я считаю, что в данной ситуации это еще одна опасность для страны. Мы еще не знаем. И я каждый раз задавал и буду задавать вопрос, что значит после телефонного разговора, когда Путин говорит о появившейся маленькой надежде. Он будет уходить с Крыма, он уйдет с Донбасса. Тогда почему нам наш президент это не говорит открыто? Но зато президент Зеленский сказал по Крыму, что они обсуждали с Дональдом Трампом. Давайте послушаем. Все-таки тема Крыма не уходила с повестки переговоров. Давайте послушаем. Потом вам фразу. Говорили ще дуже цікава історія про Крим. Я йому пояснив, що це наша земля, що там люди, що у нас немає питань з приводу спілкування і з приводу мови. Мова у нас державна українська. І потім розказав, яке гарне місце Крим, яка це велика і гарна частина нашої гарної країни. І мені здається, ну я це почув, що він так згоден, що це наша рідна земля і що ми будемо її повертати. Він каже, так, вам потрібно працювати і ми будемо вам допомагати. Репліка Ніколаю, потім Таміла Ташева. Ви знаєте, те, що зараз відбувається, коли ми слухаємо Трампа чи слухаємо Макрона, який теж каже, що я побачив, що є вже діалог з Путіним, і там якось він це так сформулював. Мене вилетіла з голови зараз ця цитата, але так він сформулював, що нібито Зеленський виступив з ініціативами, і Путін готовий до розмов. Те, що сталося після цих виборів, це поступове знищення коаліції, великої міжнародної коаліції, яка підтримувала Україну. Ми це бачимо всюди. Ми це бачимо в позиції Трампа, який каже, ви там домовтеся. Ми це бачимо в позиції Макрона і навіть в позиції Меркель. І, очевидно, це знищення цієї коаліції – це результат нашого голосування. Тому що самі люди під дуже багатьма впливами пропаганди, думок, ще чогось, голосували насправді за припинення війни будь-якою ціною, а будь-яка ціна – це, по суті, здача Росії. Це здача національних інтересів. Коли українці готові здати свої національні інтереси, ніколи не буде підтримки міжнародних лідерів, тому що вони справді обстоюють інтереси своїх країн. Вони будуть підтримувати наше суспільство і нашу демократію, якщо будуть бачити, що ми голосуємо за те, що український національний інтерес, українська незалежність, українська геостратегічна лінія ніколи не буде здана агресору, яким є Росія і Путін. Зараз, на жаль, тенденції протилежні. Тамил Хан.
Доброго вечора всім. Насправді я вже заплуталася, що мені зараз потрібно відповідати, чи на першу промову президента. Давайте все же вернемся к теме Крыма. Да, и насколько это вообще, в чем эта поддержка может выражаться? Насколько воспринимать? Появляется ли надежда вообще на то, что мы делаем шаг вперед к деоккупации Крыма? По-перше, слід сказати, що ніхто, наприклад, кримську резолюцію, яку приймали Сполучені Штати, не відміняв. Да? В ній чітко сказано, що Крим є окупованою територією, по-перше, не анексованою все ж таки. Крим є окупованою територією, Крим є складовою частиною української держави, і ніхто з цим в усьому світі поки що не сперечається. Є резолюції Європейського парламенту, Ради Європи, і знову ж таки ніхто в цьому не сумнівається. Мені дуже дивно насправді чути і в сьогоднішньому ефірі, і під час багатьох інших промов, що президент щось здав. Поки що президент нічого не здав. Так? Можливо, нам можуть подобатись чи не подобатись виступи. Це дуже суб'єктивна штука. Як мені подобаються пісні Океану Ельзи чи не подобаються, чи мені подобається вірш Сергія Жадана чи не подобається, це зовсім різні речі. Да? Але президент в своїй промові сказав чітко, що Російська Федерація є агресором, що проти нас є війна з Російською Федерацією, що в нас гинуть громадяни України на Сході, і в тому числі в Криму. Так? І що стосується Криму, я все ж таки не думаю, що коаліція по підтримці України розвалилася. Є проблеми, і з ними треба працювати. Є проблеми в парламентській асамблеї Ради Європи, і нам знову ж таки потрібно працювати як громадянському суспільству, так і потрібно працювати на рівні державному. Нам потрібно працювати з тими людьми, які там живуть. Я абсолютно погоджуюсь з паном Романом Безсмертним, що стратегія голови держави і нової адміністрації, яка прийшла, на початках, принаймні, вона заявлялась про те, що ми маємо підтримувати зв'язки між тими людьми, які живуть на окупованих територіях. Тобто це гуманітарний аспект всього конфлікту або військового конфлікту України з Російською Федерацією. Потрібно все ж таки нам почати говорити про тих людей, які живуть там, чого, на превеликий жаль, ми дуже часто не чули. Протягом 5 років з початку військової агресії і війни з Російською Федерацією. Тому я поки що все ж таки не бачу проблем з тим, що заявляє президент і що робиться. Це все ж таки. І з іншого боку, я вважаю, що так, потрібно говорити з російською стороною. Це не означає, що ми маємо вести з ними прямі перемовини. У нас обов'язково мають певні арбітри бути. Це дуже важливо. Сідати в закриту кімнату з Путіним і про щось говорити, так, це неправильно. Але арбітри обов'язково мають бути, і ми маємо говорити російською стороною. Так само, як маємо визволяти наших заручників, як з окупованого Донбасу, так і з Криму. Це теж дуже важливо. Ми маємо займатися розмінуванням територій, і це теж дуже важливо. Тому процес іде. Будь ласка, репліка Роману Безсмертному, потім Геннадій Василь. Да, и мы перейдем. В стратегічному плані ситуація не змінилася. Вона змінилася в тактичному плані. Я зараз поясню, які аргументи вплинули на зміну тактики. Перше, Меркель іде з базару. В Франції вибори. В Сполучених Штатах Америки вибори. І третій аргумент, який, я його не очікував. Команда президента Зеленського є не готова для роботи ні з Росією, ні з Штатами, ні з Європою. Я вам стверджую, як людина, яка займалася цими питаннями. Це люди не фахові, і це вже видно. В результаті виникло цілий ряд дрібних провалів, тому що те, що сталося з так званою формулою Штайнмаєра, говорить про те, що вони пропустили цей удар. Василий, вы недостаточно профессиональны? Насправді цією темою займається сам президент, його помічник Єрмак, і, безумовно, ці люди глибше в переговорному процесі. Народні депутати в цьому плані, вони займаються іншими функціями, але то ще буде стосуватися компетенції Верховної Ради там по законодавству чи по змінах Конституції, то, безумовно, ми будемо обговорювати і висловлювати власне бачення. Але я хотів би сказати кілька реплік. Перше,
Логіка президента на сьогоднішній день така, що треба принаймні спробувати зустрітися у нормандському форматі і поговорити, почути сторони. І це, безумовно, має бути на сьогоднішній день узаконений формат, нормандський формат, дійсно з арбітрами Німеччиною і Францією. І Україна туди поїде не здавати позиції. Україна туди поїде своїм пакетом пропозицій, своїм пакетом бачення, своїми тими червоними лініями, яким не можна переступати, можна сказати, торгуватися і шукати певні компроміси. Паралельно з цим, якщо, і важливий момент, якщо ця зустріч, коли вона відбудеться, наразі невідомо. Це ще також залежить від Мінська. Але рано чи пізно вона, я сподіваюся, все-таки відбудеться. Принаймні з боку України робиться все можливе, щоб інтенсифікувати цей процес. Якщо ця зустріч не дасть результатів, то тоді на такий випадок розробляється план Б. Ми з самого початку були прихильниками розширення переговорного формату за рахунок Сполучених Штатів і Великобританії. Але потрібно розуміти, що для того, щоб ці переговори давали результат, у ньому повинні бути зацікавлені всі сторони, в тому числі і Російська Федерація, яка зараз не хоче долучення тих самих Сполучених Штатів Америки. Другий аспект потрібно розуміти. Це вже не новина. Ні, я розумію, я просто це важливо озвучувати. Другий аспект – це те, що все-таки з точки зору таких країн, як Сполучені Штати Америки і Росія, Україна не розглядається як одиночний суб'єкт. Все-таки це більш ширша геополітична гра. І це також важливо. І ще один важливий момент. Паралельно з цим відбувається також і, ну, принаймні, напрацьовуються можливості для того, щоб поверталися українці додому, щоб проводився обмін. Уже перша хвиля пройшла. Багато було скептиків, казали, що це велика ціна, але тим не менш... А второй етап буде, ви знаєте? Я якраз про це і кажу, що, але принаймні українці у своїх сім'ях, і, як на мене, це дуже важливо. Зараз робиться все можливе, щоб відбувся другий етап, де, до речі, заплановано, що буде дуже багато кримських татар. І над цим також зараз в Офісі президента дуже активно працюють. А до Нового року такий обмін може состоятися? Це оптимістичний сценарій, до якого ми прагнемо, щоб до кінця року відбувся другий етап. Понятно. І також важливо сказати, що зараз великі зусилля спрямовуються на переговори з європейськими країнами, з тими самими, з Німеччиною і Францією, для того, щоб, і вони готові, кажуть, що вони готові вкладати кошти у відновлення гуманітарної, скажімо так, ситуації, інфраструктурні об'єкти на тих територіях. Так, тобто ці процеси йдуть паралельно. От і можна умовно сказати, що це і є той сценарій Зеленського, який актуальний на сьогоднішній день. Дуже коротко. Буквально, да, потому что нам нужно время. Коротко, маленьку деталь того, що говорив Роман. Просто, щоб ви порівняли, що відбулося. Треба для себе усвідомлювати. Так? Була адміністрація Порошенка, який сам колишній міністр закордонних справ. Яценюк спочатку був колишній міністр закордонних справ. Клімкін, Єлісєєв, фахові дипломати. Хто зараз, коли Роман говорить про нефаховість, цим займається? Президент досвіду навіть політичного не має. Це природня ситуація. Єрмак, якого я дуже добре знаю, бо він був телевізійним продюсером, ми займалися приблизно тим самим. У нього є юридична освіта, але він не має жодного досвіду. Пристайко працював на нижчих посадах в Міністерстві закордонних справ, але хороший дипломат, єдиний. Тепер порівняйте це з командою російською, з командою Путіна, з командою європейських держав. Богдан, великий дипломат, який організовує зараз всі зустрічі і поїздки, і сидить, як тут сказали, шепче президенту на вухо. Порівняйте рівень кваліфікації цих людей, які, може, мають і хороші бажання, з рівнем кваліфікації тих, хто не бажає Україні добра. І це для нас велика проблема. Дякую за відповідь. Давай, у нас дуже обмаль часу. Геннадий, если 10 секунд, пожалуйста, нам уже время переходить. Сначала я хочу сказать, что Крым не оккупирован, а аннексирован. Это разные понятия. Международные инстанции признали именно аннексию. Это два разных понятия. Политики, послушайте, политики специально манипулируют этими понятиями. Потому что люди обычно не знают, что такое слово аннексия. Мы не признали Только аннексию. поэтому я обращаю внимание студии и всех телезрителей, почему политики так используют слово оккупация. Это первый момент. Второй момент, самый важный. Почему, по мнению моих оппонентов, к Украине и к войне в Украине пропадает интерес
европейских партнеров. Два факта. Первый. Все страны хотят зарабатывать деньги, иначе политики в этих странах не удержатся у власти. Поэтому всем выгоден открытый рынок Российской Федерации, что туда поставляют товары. Это первый момент. И второй момент, почему пропадает интерес. Потому что все наблюдали, как с 2014 года по 2019 год коррупционные скандалы в Украине закипали. Было мародерство вместо управления государством, вместо переоснащения. Вот именно поэтому интерес государства, международных государств не пропадает в Украине. Сказать, что вот эта риторика, это путинская риторика. Да вы как пока угодно по этой пытаетесь программе, обесценивать мою риторику. Я гражданин Украины, это мое мнение. Все спецслужбы России, и они вот эту риторику вкладывают в уши Напишите заявление в Службу безопасности Украины на меня. Пусть будет приговор суда, вступивший в законность. Давайте не будем устраивать балаган, давайте все-таки конструктив. 2 дня назад, Василий, Ахтемурат, да. 2 дня назад на границе ФСБ, на так называемой границе ФСБ арестовала еще 2 граждан Украины. Когда мы говорим об освобождении, это те процессы, которые должны быть естественными от ответственности общества и государства. Но это не достижение и не победы. Савулнас, и возвращаясь все-таки к предмету нашей дискуссии, а именно мы говорим в том числе и о Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. И вот, Роман, вы правильно отметили, да, что скоро будут выборы во Франции, во Французской Республике, и скоро будут выборы в Соединенных Штатах Америки, это США. И в эпицентре вот этих предвыборных событий Украина попала в такую ситуацию, а именно оказалась в эпицентре событий предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки. И, собственно, действительно, это очень нашумевшая история и новость, которая действительно появилась совсем недавно, а именно была начата процедура импичмента президента Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки, расследование, да. Вот давайте послушаем, что сказала представитель из демократов Нэнси Пелоси по этому поводу. На этой неделе президент признал, что просил президента Украины прибегнуть к действиям, которые будут ему выгодны политически. Действия президента Трампа разоблачают негодный факт срыва клятвы, который он дал, вступая в должность, и предательство наших национальных интересов, и измена неприкосновенности наших выборов. Поэтому сегодня я объявляю о том, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указания нашим 6 комитетам приступить к проведению собственных расследований. Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не выше закона. И после этого Государственный департамент США попросил разрешения на публикацию стенограммы разговора. Вот часть о Хантере Байдене. Внимание на экран. Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил судебное преследование. Очень много людей хотят узнать об этом. И если вы и генеральный прокурор сможете что-то сделать, было бы замечательно. Байден только хвастается, что он остановил это разбирательство. Так что, если вы могли бы внимательнее этим заняться, это все звучит просто ужасно. Насчет прокурора хочу сказать вам, что, во-первых, я осведомлен о случившемся. После того, как мы заручились абсолютным большинством в парламенте, следующий прокурор будет абсолютно моим человеком, моим кандидатом. После одобрения парламентом он приступит к своим обязанностям в сентябре. Он или она изучат эту ситуацию и особенно присмотрятся к упомянутой вами кампании. Главный вопрос этого расследования – восстановление справедливости. Так что мы его проконтролируем и займемся расследованием. Также хочу попросить вас предоставить какую-либо дополнительную информацию, которая будет полезной следствию, чтобы мы наверняка добились справедливости в нашей стране. Ну, я хочу для начала отметить, что вот эта расшифровка, которую мы сейчас видели, это расшифровка не аудиозаписи разговора Зеленского с Дональдом Трампом, а именно заметки помощника Дональда Трампа, который присутствовал во время телефонного разговора президента Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. И я сейчас предлагаю подключить к нашей дискуссии Соединенные Штаты Америки Андрея Пиантковского, публициста и политолога. Андрей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер. Да, Андрей, ну скажите, вот вы также читали опубликованную стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Вот трактуется ли это в Америке как давление на Зеленского?
Да, это трактует так Палата представителей Соединенных Штатов, которая возбуждает вопрос об импичменте. И действительно, с точки зрения американского законодательства, даже не шантаж, не обещание там какой-то оплаты, услуги, а просто использование иностранного гражданина, а в данном случае речь идет о главе иностранного государства, в целях своей избирательной кампании является наказуемым преступлением. Другое дело, что Палата большинством, безусловно, вынесет это обвинение, но приговор должен вынести Сенат, который превращается как бы в такое жюри присяжных. И 2/3 его должны проголосовать за отстранение президента Трампа. 2/3 это республиканцы, насколько я понимаю, да? Да, там большинство республиканцев, это маловероятно. И это прекрасно понимают демократы, поэтому у них нет иллюзий, что этим заходом они вышибут Трампа из Белого дома, но для них это просто инструмент уже начавшейся предвыборной борьбы. Так, полгода, соответственно, Трампа будет полоскать по всем каналам. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот как сейчас вообще в США воспринимают Украину после того, как она оказалась в эпицентре такого скандала? И на Украине это идет на минус или на плюс, или, может, нейтрально? Вы знаете, мне кажется, у вас в Украине вы еще не успели оценить событие, которое действительно пошло в громадный минус Украине, которое произошло это вчера у нас здесь в Вашингтоне вечером, а по вашему времени ночью. Это отставка Курта Волкера. Да, мы в курсе, да, Андрей. Курт Волкер — это убежденный друг Украины, который сражался за ее интересы в Соединенных Штатах. Я же не понаслышке знаю всю политическую обстановку в США, в какой-то степени участвую, если не в политической, так в аналитической жизни. Политический класс расколот. Вернее, расколот — это неправильное слово. На одной стороне Трамп, который удивительным способом, по до конца непонятным причинам, полностью угождает Путину по всем вопросам, в том числе Украине. На другой стороне подавляющее большинство политического истеблишмента США. И в своей политике Волкер, который занимал позицию представителя США по Украине, он отражал политику этого большинства. Волкер — это и санкции против России, Волкер — это и военные помощи. Он осуществлял ее вопреки всем инстинктам, пожеланиям и настроениям Трампа. Потому что Трамп не русский царь и не ордынский хан. В Америке существует равновесие, баланс властей. И до последнего времени Волкеру и военно-политическому истеблишменту удавалось навязывать свою волю Трампу. Но вот я хочу вернуться очень быстро к теме, очень важную поднял молодой человек в вашей дискуссии. Он назвал это потерей интереса к Украине. Я бы сформулировал это как обвал внешнеполитических позиций Украины. Он действительно происходит в последние месяцы. Началось с приглашения России в ПАСЕ, потом торжественный прием, который Макрон оказал неожиданно Путину в Париже, и практически перешел на его позиции, в том числе вопрос Украины. Наконец, замораживание военной помощи Трампа. И финальная точка — это финальная фраза, которую произнес Трамп на встрече с Зеленским: «Идите к Путину, он решит ваши вопросы». Почему то же самое ему сказал Макрон? На мой взгляд, этот обвал этих позиций, он, в общем, вызван теми процессами, которые проходили в Украине. Я, как гражданин государства-агрессора, меньше всего желаю вмешиваться в вашу внутриполитическую жизнь, но как эксперт по безопасности я не могу не отметить, что вот в течение последнего полугода, во время избирательной кампании и после того, когда пришли к власти новые фигуры, вела же все время основным мемом, основным лозунгом их кампании была борьба с так называемой партией войны. Этой партией войны, которая
которая являлась в их представлении прежнее руководство. Спасибо вам, Андрей. Андрей Пьянковский, политолог, публицист на прямой связи из США, был с нами. Гарри, Спасибо. да, спасибо большое ему. Гарри, Да. вот разделяете Я ли хочу вы... сказать, да, господин Пьянковский, он, конечно, и политолог, и эксперт он себя называет, и По философ по безопасности, и он может читать мысли, инстинкты, может быть, даже сны Трампа. Я человек военный, я не могу, я могу только говорить о фактах. Факт таков, что Трамп не нарушил никакого закона в этом разговоре. Закон был нарушен только один. Единственное, что это вышло на публику. Это засекреченный документ, который пролился в свет. Там ничего незаконного нету. Что господин Пьянковский, может быть, и живет в Америке, но точно не знает элементарные вещи в Америке. Что если американский гражданин нарушает закон Америки, даже вне Америки, он подлежит расследованию, суду и тюрьмы в Америке. Например, если я кому-то из вас дам взятку или возьму от вас взятку здесь, в Украине, я буду посажен в тюрьму в Соединенных Штатах Америки. Поэтому Трамп... Особо на это не надейтесь. Поэтому Трамп имеет полное право сказать, что гражданин Америки, сын Байдена, Хантер Байден, или сам Байден подозреваются в коррупции. И ты, как молодой президент, борешься с коррупцией. Это твой... Давай, пожалуйста, если это вас... Подождите. Если это возможно, то давайте это расследуем. Он же не просит что-то закрыть, он просит давайте открыть это и расследовать это, потому что они граждане Америки, и они отвечают перед американским законом. И то, что здесь случилось, хотя бы уже видно, что это был конфликт интересов. Спасибо. Поэтому Ну да, подождите. Вы можете перебивать господина Пеньковского. Меня, пожалуйста, не надо, я сам могу перебить кого хотите. А його можна не перебивати теж? Можете перебивать кого Не угодно. Я говорю, перебивать меня его не можно? перебивайте, пожалуйста. Дякую. Да. Поэтому никакого нарушения закона не было. Для чего это сделано? Зачем втянули Украину в это дело? Зачем подставили вашего молодого президента под такой удар и под такое давление? Наша демократическая партия прекрасно понимает, что никакого импичмента не будет даже в Сенате. Потому что когда это случилось, когда только объявили, когда еще что, Пелоси вышла и сразу сказала, мы будем расследовать импичмент. Еще не прочитав ни переговоров, ни кто был этим стукачом, кто это сделал, уже объявила. Потому что наш рынок сразу упал. Наша экономика замедлилась. И это, конечно, негативно отражается на президенте, при том экономика расцветала. Безработица была самая маленькая, которая беспрецедентна в истории Соединенных Штатов Америки. И вот этим они подставляют. Они прекрасно понимают, что импичмента не будет. И этим они готовы даже жертвовать Украиной. Не думайте, что Украина им так важна. Возникает вопрос. Вот вам не кажется, что Украина оказалась в таком неком цугцванге, когда с одной стороны Трамп республиканцы, с другой стороны Джо Байден демократы и выборы в 2020 году в Соединенных Штатах Америки? Как вибиратися Зеленському? Дивіться, я вважаю, що це справді трагедія, яка пов'язана в тому числі з нефаховістю нашої зовнішньополітичної команди. Не з її виною, я думаю, що Росія, і про це в Америці досить багато говорять, втручалася в ці процеси і підігравала ці процеси. Хочу вам сказати, що немає жодного розслідування. Ну, помовчіть тоді, а я розкажу іншим. Бо я говорю українською в своїй країні, вибачте, будь ласка, або попросіть переклад собі. Так от, я не до вас звертаюся, я звертаюся до глядачів в своїй країні. Якщо... Почекайте. Давайте не ссориться. Тема Гальчика, кстати, учит сейчас язык. Можна мені завершити? Да, пан Микола, будь ласка. Давайте більше конструктивно. Давайте все-таки каждый, Чекав все, що завгодно в цій студії, крім приниження української мови. Але я не про те хотів сказати. Я хотів сказати про те, що немає жодної справи. Я не є прихильником Байдена, демократів, я не є громадянином цієї країни, і навіть як спостерігач далеко не є тим прихильником. Але це факт. Немає жодної справи ні проти Байдена, ні проти його сина. Розслідувалася одна справа проти одного з засновників цієї компанії Злочевського, коли він був державним чиновником за 4 роки до того, як до цієї компанії
нині долучився син Байдена. Це все фейк, це вигадки. Це справді бажання, на жаль, мені дуже шкода, але лідера найбільшої в світі демократичної держави переслідувати свого політичного опонента без жодних на це підстав. І спроба втягнути в це українського президента, який, на жаль, дав приводи себе в це втягнути. І, на жаль, почав ображати європейські країни, принижуючи їхню роль, а це наші союзники. На жаль, почав говорити, що він на 100% контролює генерального прокурора. А це поганий приклад. Йому Трамп дав поганий приклад, і він, хочучи йому сподобатися, пішов за тією лінією. Йому треба мати досвід, і все ж таки, навіть в тих країнах, які є стовпами демократії і не можуть її завжди зберегти, встояти перед цим, щоб будувати демократію в Україні. Роман, вы также считаете, что это трагедия для нас? Вот та ситуация, в которой сейчас Украина оказалась? Мені здається, що більш проблеми від того, як інформаційно розкручується тема. Тому що між Україною і Сполученими Штатами Америки є договір про правову допомогу. І насправді Зеленському достатньо було і в телефонній розмові, і на прес-конференції сказати прості речення, що в межах правової допомоги ми готові проводити відповідні розслідування. Крапка. І не більше, і не менше. Це дало б відповіді на всі питання, бо не тільки президент Трамп, і інші президенти звертаються, починаючи від рейдерства, всіх інших речей. Ну, шановні колеги, я працював з 4 президентами. Я безліч чув цих звернень, які стосувалися фізичних осіб, фірм і так далі. Все це відводилося в рамки правової допомоги, співпраці прокуратур. Є прокурор Барр, якому, я сподіваюся, президент Трамп довіряє. Є прокурор нинішній Рябошапка. Тепер оці фрази, які допускають, ну це вже, даруйте, це виховання людей. Тому що в таких розмовах мій прокурор, ваш прокурор, там 100%, 50%. Мені дуже приємно те, що от на цьому прикладі треба попрацювати і регламентувати відповідні розмови. Я дуже детально вивчав, як проводить розмови президент Сполучених Штатів Америки, в тому числі по телефону. Тому для мене не є дивина, що ця інформація вийшла в світ. Не може в Сполучених Штатах Америки розмовляти президент без свідків, без технічного супроводу і без розгляду цієї розмови морально-етичною комісією. Тому, якщо президент тільки мінімальний натяк на щось робить, це моментально стає оприлюдненим. Тепер питання. А з українського боку є це все? Чи є технічний супровід, чи є свідки такої розмови, чи стенографується розмова і так далі. Тому мені б важливо було, щоб українці взяли урок з цього і його врахували. Чому? Мені дуже приємно, що тут стоїть Гаррі, тому що я знаю, що від цього, що відбулось, американець виграє точно. Рядовий американець виграє. Гарри, я вам переведу. Роман говорит о том, что чи виграє від цього рядовий українець, тут великий знак питання. Дякую. Ну, дай Бог. Ахтемага. Я с вами. На самом деле, Следующим будете. я специально сейчас скажу по-русски. Я крымский татарин. Это для вас. Живете в этом государстве, проявляйте уважение. Если вы не разумеете украинскую... Меня пальцем показывают. Одну секундочку. Если вы не разумеете украинскую мову, треба было с вами этот вопрос решить и поставить ему переводчика. Ахтемага, мы сейчас не в Украине. Если нужно, мы сами переведем. Гульсум на крымско-татарский, а на Но украинский. Без заявлять проблем. в эфире, что я не понимаю, это недопустимо. И к возвращению Так вот, нашей возвращаемся. Да, Вообще многие процессы, которые происходят сейчас в Украине... Не показывайте на меня пальцем и не учите меня, как и где мне говорить. Мы можем, we can speak English if you want to. Or я попрошу we can go ahead and speak to the whole но я Russian не world. скажу, Давайте что не я не ругаться. понимаю. Да, Я мы попрошу все-таки переводить. Давайте не ругаться. возвращаться к предмету нашей дискуссии, чтобы это не Вообще, выглядело в так. последнее время, если вы заметили, вот эта тенденция после выборов, она неким образом провоцирует вот те все действия, направленные на, я бы сказал, на неповагу и Ну тут на языковом фоне давайте точно уже не будем ругаться. Но это уже... Будем. Мы в Крыму именно на языковом формате
мы получили первые оккупационные действия. Дальше. Геннадий, да, возвращаясь Что касается, Ахтем Ахат, давайте, да. Что касается размовы, конечно, Трамп при всей своей такой вот импульсивности, он четко выдержал позиции, и, естественно, давление присутствовало. Тут не вопрос в Трампе, они у себя разберутся. Тут вопрос в том, что наш президент очень правильно сказал, Роман, что мы оцениваем действия нашего президента. И чем бы выше он выглядел бы и профессиональнее, мы бы тем больше пышались бы. А сейчас мы констатируем, что мы втянуты в скандал благодаря президенту. Нет, благодаря демократической партии. Давайте я уже скажу. Геннадий, и очень хочу Данию потом дать слово. Василий, потом вам будет реплика. Давайте по очереди, чтобы все высказались. Прослушав условную стенограмму, вы же сами сказали, что она условная. Да. Да. Это записи, заметки помощника Дональда Трампа. Поэтому я назвал слово условное. То есть там недословно все было указано, скорее всего, потому что заметки нельзя прям делать дословно. Но это будет уже известно позже. Да, поэтому, мы сейчас утверждать не можем. Да, поэтому в данный момент я не вижу никакого давления на Владимира Зеленского, а действительно по договору о правовой помощи международному между Украиной и Российской Федерацией Трамп обратил внимание на этот вопрос. Но конкретно в тексте принять какое-то решение или же с какими-то последствиями для демократов такого не было. Это первый момент. Теперь второй момент основной. Кто этим скандалом воспользовался? Воспользовались, первое, это демократы. Заранее зная, что в Конгрессе у Трампа в Сенате 2/3 поддержки всего Сената. И что никакого импичмента не будет. То есть демократы разыгрывали эту карту специально для понижения рейтинга Трампа в канун президентских выборов. И теперь самый главный вопрос. Кому выгодно? Кому в Украине выгоден этот скандал? Все понимают, что Петр Алексеевич Порошенко и его так называемые представители, его сторонники, его сторонники выгодно дискредитировать президента Зеленского. Поэтому я считаю, что этой ситуацией также воспользовались наши украинские коллеги. Олеся, Дони, давайте ему дадим слово. Вот некоторые эксперты говорят о том, что черный пиар тоже пиар. И никогда так долго и много об Украине не говорили. Даже уже и про ООН забыли, и про 74-ю сессию, и про озвученные темы в ООН. Все ожидали, что будет с Украиной, что такое произошло. Вот вы как думаете, действительно вот такой пиар, он тоже пиар, и тоже для нашей страны хорошо? Или может наоборот. Добрий вечір. Добре, що ви перейшли від виступу в ООН. Ще також, принаймні, і до обговорення стенограми, тому що, як на мене, потрібно розглядати в комплексі візит президента України до Сполучених Штатів Америки. А це значить виступ в ООН, стенограму і зустріч з Трампом, відповідно, після того брифінг і пояснення цієї зустрічі. Тобто три складових. І слід віддати належне Зеленському, що на відміну від, у мене критичне ставлення, як відомо, до мінського процесу, до мінського формату, і відповідно, що і новий президент почав вторувати цей шлях із персоналіями, з Кучмою, і з аналогічними домовленостями, які є програшні для України. Так от, візит до Сполучених Штатів йому слід віддати в плюс, як на мене. Він зумів показати, по-перше, державні інтереси, а по-друге, що в цих державних інтересах для нас найбільш важливо зараз навіть не кошти, а допомога в відсічі російської агресії. І саме це було у виступі в ООН. І тут з усіх ваших промов мені найцікавіше, чесно кажучи, був виступ Романа Безсмертного. Отже, експерти повинні більше аналізувати те, що було в студії. З ним цікаво сперечатись, бо він дав альтернативну позицію на його точку зору, що потрібно було в виступі в ООН. Так от, чому з ним цікаво сперечатись? Мені здається, що була правильно обрана тактика спічрайтером. Зрозуміло, що не сам президент пише свої промови. Ми не могли на цей момент давати стратегічні пропозиції. Не повірили б Україні, якби вона говорила устами Зеленського про допомогу в голоді Ємену, яку ми не допомагаємо. Розумієте, Куба може собі говорити
говорити про, наприклад, про Чорнобиль, тому що вони роками допомагали в оздоровленні наших дітей, а ми не допомагали Ємену. Була озвучена найважливіша проблема, яка є, це російська агресія. Було значною мірою повторені, до речі, моменти, які були попередніми спічрайтерами готувалися президенту Порошенко. Це теж правда. І це позитивні моменти. Найважливіше, що в стенограмі були зазначені не приватні інтереси, на чому попалилися, не буду втручатися в внутрішньоамериканську дискусію, але були помічені американські політики. У українського президента були в даному випадку, що сказано? Нам потрібна допомога в відсічі російської агресії. Ми готові купувати джавеліни, а вибачте, джавеліни не для внутрішньоукраїнських проблем, а знову-таки для відсічі російської агресії. Тобто в цьому плані візит до Америки потрібно в знак плюс поставити. А от далі про зміну ситуації зовнішньополітичної, тут абсолютно, мені здається, слушна розмова пішла, що є критично дуже багато нюансів. І виступ Трампа, і виступ Макрона, вони свідчать про те, що наступ Росії продовжується в дуже різний спосіб. Извините, я просто вынуждена была вас перебить, потому что у нас есть телефонный звонок в студию. Давайте его примем. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните и задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Исмаил Рамазанов, экс-политузник. Со статусом экс. Селям алейкум. Задавайте ваш вопрос. Очень рад видеть представителей Соединенных Штатов Америки, граждан, да, военных. У меня к ним вопрос. Скажите мне, вот как относимо к Ирану, Соединенные Штаты Америки накладывают грандиозные санкции. Там в плане даже эмбарго нефти, да? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, если сегодня Соединенные Штаты Америки полностью изолируют или наложат эмбарго на нефть, на Российскую Федерацию, на продажу нефти, Россия вернет оккупированные территории, Россия вернет всех наших военнопленных политузников, и будет ли исполнять все исполнять все международные договоренности. Либо мы дальше будем также сюсюкаться и говорить, что давайте, может, договариваться, давайте, может, что-то там строить какие-то... Ну, мы поняли, да, ваш вопрос. Гарри, пожалуйста, Исмаил Бей, да. Во-первых, сделает ли это Америка? Да, во-первых, сделает ли это Украина? Потому что вы хотите, чтобы Америка объявила войну России из-за Украины. Пока что у вас и с Ираном, когда вы сравниваете, у нас нет дипломатических отношений с Ираном, у нас есть дипломатические отношения с Россией. Более того, у вас есть дипломатические отношения с Россией, у вас открытые границы с Россией. Когда я захожу здесь в магазины, у вас российские товары, у вас проводит товарооборот. Может быть, и это мой президент имел в виду. Разобраться с этим, кто от этого получает больше всего выгоды. А вы хотите, чтобы Америка совершила все эти поступки до того, как вы их сделаете? Дело в том, что Америка является гарантом Украины. Это не гарантом. Нет, это как? Будапештский меморандум, 91 год, Соединенные Штаты Америки. До речі, правий. Я готовий його підтримати, тому що справді... Подождите, дайте я закончу, вопрос был ко мне. Да. Меморандум... Интересно, что вы не говорите по-русски, но понимаете все. Меморандум это не договор. Во-первых, это две разные вещи. В меморандуме не написано гарантия, guarantee, нету этого слова. Есть слово assurance. Это что мы будем, я не знаю, как перевести это на русский язык, но это, может быть, кто-нибудь переведет сейчас через Google. Но это не гарантия. Но это все политика, и это все дипломатия. Реальность такова, что Америка не начнет ядерную войну с Россией из-за Украины. При любом раскладе. Так о ядерной войне никто не говорит. Да, идет речь, гость спросил про санкции. Санкции вводятся, но он
он сравнил санкции с Ираном. С Ираном мы находимся практически в войне. С Россией мы не находимся практически в войне. Я прошу И секунду. опять же, я хочу добавить, что почему Америка? Почему Америка? Почему вы не спросите этот вопрос у Европы, которая строит Северный поток, против которого, кстати, президент Трамп? Ахтем Агай, секунду. Я попрошу редакторов на плазму, если сейчас есть возможность, вывести как раз текстовую форму Будапештского меморандума, чтобы мы вот более подробно это все увидели и прочитали. Если есть возможность. Ахтем Агай, пожалуйста. Конечно, очень дивно иногда слышать, особенно вот при последней встрече, что все претензии к Обаме. Что это администрация Обамы, и он допустил оккупацию Крыма. Да, не раз, да. Я не думаю, что подобная риторика, она должна быть присутствовать у столь сильной державы. Это у нас здесь чуть через слово, там Порошенко, да, а вот в таком государстве, которое всегда демонстрировало последовательность, да, и преемственность, слышать такие ответы, конечно, это недопустимо. Что касается будапештского формата, я думаю, что как ни переводите вы там с английского на доступный язык, может быть, его на крымско-татарский переведем, и он тоже зазвучит по-другому. Но главы держав, главы держав, на 95-м квартале главы держав, у вас там есть свои присутствующие. Так вот, главы держав, которые гарантировали и ставили задачу по ядерной безопасности, и то, что там красной линией проходит вопрос суверенитета и границ государства Украины, да вы хоть как переведите, это никуда не спишешь. Это не спишешь. У нас Америка является державой, демонстрирующей влияние на мировой порядок. И только претензия к Америке. Вот давайте к санкциям, давайте все-таки к санкциям вернемся, да. Василій, ви давно просили слово, Геннадій, потім. Я просто хотів сказати, що я зараз буду свою особисту точку зору висловлювати, що парламентська, точніше президентська кампанія у Сполучених Штатах Америки 2020 року почалась достроково, і є правова оцінка того, там тиск був чи не був, а є політична. І політична оцінка полягає в тому, що демократи там бачать тиск, республіканці там не бачать тиск, але з точки зору реальної загрози Трампу по імпічменту це абсолютно провальна історія, тому що дійсно в Сенаті 2/3 республіканці ніколи не проголосують. І це потрібно розуміти. Але політично вони будуть Трампа постійно, я маю на увазі опоненти-демократи, постійно цією історією понижати рейтинг, і фактично почалася вже кампанія, така гаряча стадія, достроково. Коли українська делегація їхала на Генеральну асамблею ООН, прекрасно розуміли ризики, що якщо Україну і самого главу держави президента Зеленського вдасться втягнути у цю виборчу кампанію, це буде абсолютно провальна історія і це неприпустимо. З цієї точки зору я вважаю, що наша делегація і президент Зеленський особисто зробив максимум того, щоб це не сталося, тому що нашим головним дипломатичним завданням є зберегти баланс і нейтралітет, не бути втягнутим у виборчу кампанію, більше того, зберегти двопартійну підтримку у Сполучених Штатах Америки стосовно підтримки України. Але я хотів би сказати такий цікавий нюанс. Реакція Росії, Кремля, на публікацію стенограми розмов двох президентів, що є абсолютно це є прецедентом в історії, так? Була дуже цікавою, на мій погляд. Вони сказали, що вони надіються і сподіваються, що ніколи цього не станеться, що стосується розмов американських і російських колег. А я підозрюю, що у тих розмовах в нас би вуха в'яли, про що Путін говорить і по відношенню до нашої держави. Тому ми цього не знаємо. Ми цього не знаємо, але я кажу, це моя особиста думка. І не випадково вони переживають, щоб цей прецедент не був поширений на них. Да. Геннадий, я помню, вы просили слово, у нас телефонный звонок. Давайте примем зрителя и сразу же перейдем к вам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните, ваш вопрос.
Алло. Да, задавайте ваш вопрос. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Велиляев Инвер, батальон Айдар. Я хотел бы задать вопрос Геннадию. А кто его уполномочил говорить от имени атошников? То, что мы устали воевать. Или пример по Афганистану он нам приводит. Пусть, наверное, мы должны знать, что в Афганистане была захватческая война советского режима. А здесь мы освобождаем свою родину, свою территорию. И чего он ведет такую риторику? С кем вы собрались воевать? С Российской Федерацией? Так я ему напомню. Псковская дивизия фактически была уничтожена под Луганским аэропортом. Вот. Спасибо. Вот этот момент. Спасибо большое. Геннадий, вы как раз слово и просили. Я отвечу на этот вопрос и отвечу его с удовольствием. Когда хороший вопрос, грех на него хорошо не ответить. Особенно когда военный. Да, особенно когда военный. Во-первых, я не знаю, военный это или не военный, или это просто диванный воин. Он представился. Вот. Это раз. Энвер Велиляев — Откуда вы знаете? Это ваш человек? Это боец батальона Хорошо, Айдар, его знает лично теперь по Ахтамага, поводу да. Айдара и его бойцов. Я не хочу всех под одну гребенку и обесценивать всех солдат и бойцов батальона Айдар. Но до сих пор мы знаем уголовные дела, и люди, которые, руководство батальона Айдар, находятся в следственных изоляторах в Киеве и Киевской области, в Белой Церкви. И какие там расследуются именно жесточайшие преступления. Послушайте меня секунду. Для вас украинские герои. А я когда с Донецка проходил блокпосты, Послушайте еще секундочку. Это еще понять можно. Вот. А теперь, там давайте московский скажу. агент. Я могу, что конечно, они я у нас московский делают в агент. Вам Атыре, все, я не кто не знаю. выгодны, все московские агенты. Да нет, Президент оскорблять сегодня людей, Поэтому которые с оружием я в хочу вам руках, сказать, что и твою вот эту не надо переходить со мной на «ты». Мы с вами детей не крестили. Хорошо? Не надо переходить со мной на «ты». Соблюдайте уважение, пожалуйста. Геннадий, пожалуйста, давайте лучше ответ на вопрос, И чтобы теперь мы не по поводу- ссорились. Дайте ему шанс ответить, вы же демократия. Пожалуйста, Но у нас пожалуйста. очень условная демократия. У нас демократия это равно вседозволенность в стране. Отвечайте, Геннадий. Поэтому, Вам же никто не кто мне мешает. дал право, вопрос, да, ставил? Мне право дала Конституция Украины и законы Украины как гражданину Украины. Я рассказываю свой диалог с некоторыми атошниками. Я не говорю, что это повсеместное понятие, но мои слова, как мы знаем, частично подтверждает голосование военнослужащих Украины, которые поддержали мирную риторику Владимира Зеленского. Я думаю, я достаточно нормально вам всем ответил. Спасибо. Давайте все-таки вот Может, я закончу про телефонный звонок про Трампа? Пожалуйста. Про стенограмму, пожалуйста. да, И будем переходить к теме санкций, потому что время. Совсем много Да, Гарри, времени. Я пожалуйста. хочу просто сказать, что когда невозможно, и когда главы государств или вообще даже главы каких-то компаний говорят между собой или имеют какие-то переговоры, это засекречивается везде, везде в нормальной стране. Когда какой-то предатель это выдает и опубликовывает, из этого будет скандал. Что бы там ни сказал человек, как бы он ни оговорился, так договариваться невозможно. С президентом Трампом это третий раз. Поэтому какой президент с ним будет что-то обсуждать? ТТТ. Никто. Таким образом договориться ни о чем невозможно. А в этот раз демократы, они еще и кинули, как у нас говорят, под автобус вашего молодого президента. Они его принесли в жертву этим, потому что у них совершенно другая цель. Им главное избавиться от Трампа. Один из них сказал, конгрессмен, даже не один, сказал, главное нам сделать импичмент Трампу, потому что если мы его не импичнем, то его перевыберут. Народ, представляете, демократия случится, народ его выберет опять. Поэтому надо от него избавиться. Кто выиграл в этом, кто выиграл и кто пострадал? Пострадала Америка от этого, пострадала Украина от этого, наши президенты пострадали, выиграли в этом наша демократическая партия, но я думаю, что они тоже проиграют в конце концов. А главное, выиграл в этом Путин. Он сейчас сидит, попивает чай горячий, может, с водкой, и говорит, молодец, молодцы, молодцы, давай, Зеленский, ты хотел демократию, вот тебе демократия, на, иди дальше с ними работай. спасибо. И вот у нас буквально Вы так Ахтамага. заканчиваете на такой риторике, я не считаю, нельзя это. полчаса. Нет, я имею в виду, Да, ваша реплика, и мы перейдем к следующей И мы теме. переходим точно уже на санкции. Точно. каждый должен руководствоваться правилом, что если он сегодня что-то сказал, завтра должен подтвердить и повторить. Тем более первые лица государства. Да, конечно. Вот у нас в этой студии звучал вопрос, а
что, собственно, с санкциями? Какие должны быть введены санкции против Российской Федерации, чтобы они эффективно повлияли и привели к желаемому результату, а именно к восстановлению территориальной целостности Украины? Наши редактора подготовили квинтэссенцию санкций, которые введены против Российской Федерации именно из-за Крыма. Давайте посмотрим на эту графику, что она предусматривает. Существует 3 вида санкций из-за оккупации Крыма. Персональные санкции. 30 высокопоставленным российским чиновникам и крымским коллаборантам запретили въезд и заморозили их банковские счета. Санкции против компаний. Ограничения введены против 122 банковских или инвестиционных компаний, 84 высокотехнологичных или оборонных предприятий, 85 организаций нефтегазовой промышленности и энергетики, 21 транспортной компании, 16 компаний, строящих так называемый Крымский мост. Также ограничения коснулись 5 винодельческих предприятий Крыма. Секторальные санкции предусматривают запрет поставок в Россию оборудования для добычи нефти и газа, запрещены инвестиции в Крым, импорт-экспорт товаров и технологий между США и Крымом, а платежные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму. Ну вот, мы только что посмотрели на санкции, которые введены именно из-за Крыма, и я хотела спросить, вот эти санкции, они, возможно, приведут к желаемому результату через какое-то количество времени, или же все-таки они недостаточны? Как ви вважаєте? Ми маємо пакет різних санкцій. Частина з них стосується Криму, частина з них стосується окупованих територій Донеччини і Луганщини. Всі ці санкції, звичайно, ми надзвичайно цінуємо тут підтримку наших союзників, і ми бачимо, як Росія бореться для того, щоб ці санкції скасувати. І ці санкції серйозно вдаряють по економіці Російської Федерації. Між іншим, оці мінські домовленості, які, з моєї точки зору, теж, очевидно, були, скажімо так, не ідеальними, але приймалися в той жахливий час, коли нам треба було зупинити окупанта, коли після Іловайська, коли російська армія рухалася фактично по території України, цей пакет санкцій і це міжнародне союзництво, яке опинилося і було створене навколо України, допомогли цього ворога нам зупинити. І тому все, що робить Росія зараз, зовнішня розвідка Росії в Європі, роблячи так, щоб наші європейські партнери ці санкції скасовували, в Сполучених Штатах Америки, тому що я абсолютно переконаний, що в цьому скандалі без російської розвідки не обійшлося. В цих позиціях, підштовхувані до різних темних справ між Трампом і Зеленським, не обійшлося без цього. У мене немає жодних сумнівів. І, звичайно, санкції ті, які стосуються Донецька і Луганська, ці санкції є під загрозою, тому що вони продовжуються. Я не думаю, що зараз щось загрожує кримським санкціям. Кримські санкції будуть триматися. Але якщо ми розділяємо ці питання, то, очевидно, наш шанс повернути Крим максимально швидко, а ми його не повернути від окупанта не можемо, ми його повернемо, стає меншим. Для нас дуже важливо, щоб ми не розділяли питання Криму і окупованих територій Донецька і Луганська і всіх разом санкцій, які лягають на Російську Федерацію і в зв'язку з Кримом, і в зв'язку з Донецьком і Луганськом. Безусловно. А все-таки вот эти санкции, которые есть и по Минску, да, и по Донбассу, и по Крыму, они приведут к желаемому результату, к восстановлению территориальной целостности нашей страны? Возможно, Роман. сколько времени для этого всего нужно? Я, можливо, скажу непопулярну річ, яка заперечена була попередньою дискусією. Хочеш миру – готуйся до війни. Не будеш годувати свою армію, будеш годувати чужу армію. І от тут старші люди сидять. Дорогі мої, у нас 5-й рік хлопчиків народжується більше, ніж дівчат. Ви знаєте, що це таке? Ви знаєте, що це таке. І я знаю, що це таке. Тому у нас очікує, нам треба будувати сильну економіку, сильну армію. Те, що зараз відбувається в Україні і світі, це пролог спочатку континентального конфлікту, а потім глобального. Це вже видно і зрозуміло. І нинішні маневри, вибори Трампа, вибори Макрона, завершення каденції Меркель. Якщо ми не розуміємо, що нам треба робити свою роботу і готуватися, в тому числі силою себе захищати, коли ми ходимо і циганимо по 200 мільйонів, ми виглядаємо просто як обірванці. Тому поважають силу. І сила здатна захистити, і сила здатна вибороти. Так, треба
шукати підтримку по санкціях, треба збільшувати санкції. Але моїм глибоким переконанням, можете називати мене там яструбом і так далі, я на цьому наполягав від самого початку. Сталося атом у Павлополі, треба шарахнути було відповідь так, щоб більше ні в кого не було бажання вбивати людей. А після цього вийти із Мінського процесу і сказати, поки не буде наказано тих, хто це зробив, ніяких далі переговорів. В кінці кінців, зрозумійте, в нинішньому світі, в тому числі це показано було на Генеральній асамблеї, того, хто слабкий, будуть товкти всі. Спасибо. Но все же сейчас Украина дипломатическую все-таки оборону взяла. И вот у меня вот, я вам сейчас дам слово, Геннадий, да. У меня вопрос, что нужно... Давайте народного сейчас. депутата, да. Что нужно сделать нам или миру для того, чтобы санкции стали еще более эффективными? Вот, кстати, Реза Гашевкиев вчера в эфире радио Майдан он сказал, что просто взять еще и отключить SWIFT в Крым, чтобы Россия еще больше зазнавала... Интересный факт. Пожалуйста, Геннадий. Теперь я буду... А вы же были в Крыму недавно. Да, я знаю. Я про это хочу сейчас рассказать. Да. Вот смотрите, ситуация какая. Тут на этом плазменном экране нам показали, что международные платежные системы MasterCard и Visa не ходят. То есть они заблокированы. Я лично, как правозащитник и гражданин Украины, поехал в свой украинский Крым, который аннексирован Российской Федерацией, дабы своими глазами посмотреть, что там происходит. И чтобы не поддаваться на российскую пропаганду и украинскую пропаганду. Я считаю, что действительно журналистика в Украине еще не родилась как таковая. Это мое глубокое убеждение. И в России тоже нет. Глубокое убеждение. Хорошо. Не передергивайте, пожалуйста. Это первый момент. Второй момент. Я сам лично в кафе видел, как люди рассчитываются картами, и в своем фейсбуке это публиковал и видео, где было написано Visa и MasterCard. То есть люди рассчитываются. Поэтому, когда нам говорят, что в отношении Крыма и Российской Федерации применены санкции, у меня очень большое сомнение по поводу всех этих санкций и как они работают по факту. Не как красиво звучит на международной арене и на бумажке прописано, а как эти санкции работают. Это по поводу санкций. Теперь по поводу высказывания народного депутата. Он говорит, что давайте привяжем возвращение Крыма и возвращение Донбасса в одно целое. Во-первых, вся работа происходит везде. Жизнь так устроена постепенно, поэтапно. Я считаю, что жители Донбасса в этой войне пострадали больше всего. Погибло около 30 тысяч. Очень много погибших детей. Разрушенная инфраструктура. В Крыму не было ни единого выстрела. Поэтому нужно помочь сначала. А сколько было людей нужно параллельно. украдено? Эти вопросы нужно разделить. Вырванные позвоночники, выколотые глаза. Давайте как-то. Я понимаю, там в Крыму выстрелов нету. Правильно. Но там издеваются, там репрессии в прямом смысле. Ну давайте несоизмеримые размеры есть трагедии. факты. Тамила Ташева, вот она все эти факты публикует. Выслушаем. Поэтому и Донбасса, эти два вопроса нужно двигать параллельно. Один вопрос по Донбассу, другой по Крыму. Какой первый получится освободить наших граждан, надо их вести вместе. Это территория Украины. Это... Параллельно, но не совмещать их, параллельно вести. И возвращать и ту территорию. Присоединяйтесь, да. Я так розумію, дякую дуже. Я так розумію, що Геннадій, як модно казати, хайпує тут сьогодні, під час цього ефіру. По-перше, слід сказати, я б у вас хотіла запитати, чи ви юрист-міжнародник, чи ви просто юрист, тому що все ж таки я би хотіла говорити, що Україна говорить, що територія Криму – це окупована територія. Англійською дійсно говорять illegal annexation, або це була попытка аннексии, но не аннексия, потому что аннексия за собой тянет несколько иные юридические факты. Это во-первых. Во-вторых, если говорить о санкциях, действительно, в эфире сегодня сказали о двух типах санкций. Я бы хотела сказать еще о третьем типе санкций. Это персональные санкции против нарушителей прав человека. Их очень важно также вводить. И я бы еще хотела бы отметить, что, к большому сожалению, в Украине не синхронизованы санкции против Российской Федерации. Я об этом согласна абсолютно с Гарри, который об этом сказал, что, да, к сожалению, и Европейский Союз, и
Соединенные Штаты Америки вводят санкции, однако Украина до сих пор ведет определенные торговые связи с Российской Федерацией. Это абсолютно верно. Да? Есть как бы предприятия, которые торгуют и так далее. Но все-таки очень важно действительно, что американские санкции, они более сильные, чем если их сравнивать с европейскими санкциями. И наш призыв в том числе должен быть к нашим европейским партнерам относительно синхронизации санкций. Пойдут ли или не пойдут наши европейские коллеги и партнеры на синхронизацию таких санкций, конечно же, не факт. Что касается нарушений прав человека и введения так называемого законодательства Магнитского, это очень важно. В ряде европейских стран она уже введена. В Соединенных Штатах Америки, в Канаде также, в Великобритании, в Эстонии и так далее. В Украине до сих пор этого нет. И если говорить и отвечать на вопрос, который, или тезис, который сказал, что народ на Донбассе страдает больше, дело не в том, кто сколько страдает. И нельзя страдания вообще измерять каким-то образом, да, потому что, да, на территории Крыма нет объявленной войны. Да, там напрямую не стреляют, конечно же. Но там также погибают люди. Если вы спросите у родных Ришата Аметова, да, которого убили, это была первая жертва Российской Федерации в Крыму, либо вы спросите про военного Станислава Кокорина, да, или еще про ряда людей, которые погибли, потому что в них напрямую стреляли, либо про Ирвина Ибрагимова, которого похитили на территории Крыма. Это несколько иные жертвы, но это такие же жертвы. Поэтому сравнивать их все-таки не стоит. Да? И поэтому, да, мы действительно должны помнить, что главным агрессором, и не главным, а вообще агрессором в Украине есть Российская Федерация. И, конечно же, мы должны сплотить весь мир против Российской Федерации и использовать абсолютно все механизмы, которые у нас есть. Это и санкционный режим, но это и в том числе, я продолжу, работа в Украине. И это очень важно, чтобы мы продолжали работать внутри Украины, не только надеясь на наших западных партнеров, а в том числе делать что-то изнутри для того, чтобы напоминать жителям, которые живут на оккупированных территориях, что мы о них помним. 18 минут у нас еще остается до конца эфира. Я хочу реплику дать. Тамила обратилась ко мне, задала мне вопрос. Я как женщине обязан У нас сейчас на прямой связи Евелина Арифова. Давайте ее добавим к нашему эфиру. 18 минут до конца эфира. Геннадий. Да, это тоже, что касается санкций. Почему мы присоединяем Евелину Арифову? Здравствуйте, во-первых, Евелина. Салям алейкум. К чему это все? В продолжении темы санкций. 26 апреля 2014 года Украина ввела, если можно так назвать, свои персональные санкции против оккупанта. Я имею в виду перекрытие Северо-Крымского канала. Почему мы эту тему затрагиваем? Сейчас оккупанты активно готовятся к подаче воды. Об этом вы, Евелина, написали в своем фейсбуке. С чего вы сделали такие выводы? Пожалуйста, расскажите. Очень коротко. По информации наших активистов, находящихся в Крыму, мы видим, что идет подготовка. Также идет разговор неких так называемых чиновников о том, что они готовятся к подаче воды с материковой Украины весной. Кроме тех фотографий, есть еще информация, что чистка канала продолжается. Уже продолжается не просто выжиганием камышей, но и экскаватором расчищают полностью канал. Это, возможно, просто блеф оккупантов, их мечты о том, что будет вода. Но если действительно есть такой разговор, и есть тенденция давать воду, мы сегодня уже должны все вместе садиться за стол и разговаривать об этом. И нельзя допускать ни в коем случае, потому что 5 лет боролись наши военные не для того, чтобы мы шли на шаг назад. Нам нельзя ни в коем случае идти назад. Нам только вперед и только требовать от оккупантов на наших условиях освобождать наших политических заключенных, на наших условиях освобождать наши территории. Все должно быть на наших условиях. Россия слишком много нарушила, чтобы слушать ее сегодня и выполнять ее прихоти. Заместитель командира гражданского формирования «Аскер» была с вами на прямой связи по скайпу. Все-таки ответить и прокомментировать. Буквально минута. Мы вернемся. Да, Ахтем Аха, вот как вы считаете, нужно ли подавать воду в Крым и почему оккупанты этот вопрос готовятся? уже много раз поднимался, и возможно, это информационный вброс президента со стороны РФ. нас заверяла, и мы, я знаю, наши выезжали совместно с представителями администрации офиса президента уже на границу, мониторили.
Но власть должна все время слышать, что есть вот такие тревожные сигналы, и не уходить от ответов, а выйти и еще раз говорить: у нас война. И нельзя считать, что если я знаю, что этого не будет, значит, что там говорят, нас не интересует. Нужно выходить и говорить, убедительно людям говорить. Что касается вообще санкций. Ну, насчет мастер-карты я уже убедился. Вот я специально как бы поизучал немножко. Значит, мастер-карт обслуживается только внутренних платежных системах. Ни один иностранец не обслуживается. Это чтобы знали. Вот в этом заключается манипуляция. Дальше. Что касается дальнейших увеличений. Конечно, у нас есть эти тревоги. И, конечно, мы хотели слышать от президента четкие посылы об энергоносителях, что хватит. Вот в этом и заключается ответственность тех институций, вот тех площадок, где он был. И в вопросах с Трампом тоже обсуждать санкции по энергоносителям, не только SWIFT. То есть это вот тот механизм, и то, что здесь говорилось, что вы там торгуете, а мы, значит, должны из-за этого страдать. Нет, так вопросы не ставятся. Ставятся вопросы о том, что то есть в период переговоров идут консультации, и могут быть в группах какие-то взаимные упреки, но не на уровне президентов государств. И мы хотели бы это тоже слышать. Я еще хочу сказать вот что. Мне очень интересно, каким образом, я еще раз подчеркиваю, я видел это на 112 канале, но я совсем не понимаю, каким образом человек нарушает законы Украины, посещает Крым и потом приезжает и здесь, на Копуре, ведет агитацию, что в Крыму все хорошо. Вы как пересекали Крым? Через Чонгар или Каланчак? Официально через границу украинскую, полностью с досмотром и так далее. Поэтому через админ-границу Чонгар? Человек, поэтому я просто не помню точно этот пункт, там 3, человек, который посетил Каланчак Крым, и Чонгар. Поэтому, я доскажу. Как народный депутат, сделайте запрос, я отвечу. Это человек, который посетил, едет в Крым и не видит очевидных вещей. Вам для справочки, первые жертвы были именно огнестрельные, и стреляла российская армия в наших военных. Это 3 человека военнообязанных, которых расстреляли. Знаете, сколько получили впоследствии те, кто это сделал в российской армии? По 2-3 года условно. Почему это сейчас дальше разговор? Вот о выстрелах. Дальше. То, что пропадают люди десятками, Тамила сказала вскользь, эмоционально. Это не только в этом цена. То, что там сотни сидят в тюрьмах. Там мы еще этой статистики, мы не можем ее получить. Потому что столько народу каждый день хоронится. 50 лет, 55 лет, 45 лет вот от бремени и вот того вот той репрессивной машины, вот той неуверенности в Крыму, от тех нервов, и мы этой статистики взять не можем. Ахтем-ага, спасибо большое. Я Гарри Тамбов уже просился давно. Я уже отвечу, потому что тут 2 спича в отношении меня. Первый, хочу ответить вам, как народному депутату. Являетесь же народным депутатом? Является. Вот. Является, народным депутатом поэтому Украины. Отвечаю вам. Знаете, в чем проблема вообще современной Украины? Вот. Я специально сейчас, так как вы акцентируете, что я агент Кремля, а я не агент Кремля, я просто гражданин Украины. Да, не перебивайте меня, пожалуйста. Я специально скажу, процитирую Медведчука, который сказал, ввел термин «пещерный патриотизм». Знаете почему? Я это цитирую сейчас. Потому что я пересекал границу Украины, условную, ну, я так понимаю. Админ-границу. Да, админ-границу, потому что Крым для меня это Украина. И мне ни одним законом в Украине это, как гражданину Украины, не запрещено. Поймите, наконец, нужно соблюдать законы, вовремя платить налоги и как можно их меньше нарушать. Нет, надо же понять. Вот и все. А вы сейчас призываете к пещерному патриотизму. Как он туда поехал, как он сюда приехал? Да я приехал. В тюрмі сидів російський. За це Он сидел, это его проблемы. Мне его жалко как человека. Но не нужно переходить на личность. Сейчас Гарри Тамбов, пожалуйста.
пожалуйста, у нас остается очень я мало хочу времени. про санкции сказать. Сначала хочу к вам обратиться, извините, я не помню ваше имя. Роман, я понял, что вы сказали, что больше мальчиков рождается, чем девочек, но сегодня мы не воюем войны мальчиками. Сегодня самые современные прогрессивные армии, столько же девочек воюют, сколько и мальчиков. А у вас в Израиле, дочь офицер, в Соединенных Штатах, да. И понятно. поэтому сегодня мы воюем высокими технологиями, а не танками и пушками. И поэтому Россия из-за санкций отстает в развитии технологий. Санкции, конечно, имеют огромную вещь, но война не воюется только военными. Военные мы самый последний эшелон. Есть разные войны. Есть войны торговые, которые мы сейчас ведем с Китаем. Есть войны информационные. Так я хочу сказать, что я считаю, что это неприлично, если человек, как я, гость в вашей стране, вмешивается в какие-то ваши внутренние разборки, споры или комментарии о хороший президент или плохой. Это ваше дело, это не мое. Я американец, я за Америку, и, наверное, вы угадали за президента Трампа. Но я хочу сказать, что вы проигрываете... предвыборной рекламы, поэтому говорите на здоровье, пожалуйста. Но вы проигрываете информационную войну, одну из самых важнейших войн. Почему вы ее проигрываете, эту информационную войну? Потому что вас не слышат. Вас не слышат мои родители в Америке, вас не слышат в Канаде русскоязычные, вас не слышат в Израиле, в других странах, во всем бывшем Советском Союзе вас не слышат. И в Крыму вас не слышат, потому что они не понимают по-украински. А у вас нету ни одной передачи. Я говорю про информационную войну. Я не... Подождите, вы знаете, я знаю много мусульман, и они уважают обычно. И уважайте меня, не перебивайте меня. Я такой же агрессивный, как и вы. Я поправил. Хорошо, не надо меня поправлять. Там глушат. Да, не надо править. Значит, глушите их. Ну, что они глушат? У вас нету русского канала, который говорит вашу точку зрения, доносит до бывшего всего, до Грузии, до Таджикистана, Наша до кого программа идет угодно. на русском языке. Да, вот для этого наша программа на русском языке. Да, но вашу программу смотреть не будут, потому что я половину не понимаю. Значит, другие тоже не поймут. Василий, Им будет неинтересно. Очень коротко, и мы хотим дать по реплике каждому, потому что 8 минут до конца эфира. Николай, пожалуйста. Почнемо з того, що російськомовний канал в Україні є. Якщо наші гості про це не знають, то це їхня проблема. Може, він недостатньо якісно працює. У АТВ так існує, звичайно. Але я так розумію, що тут мої політичні опоненти теж, так? Тому, якщо говорити про санкції, ще раз хочу повернутися до того, що я не сказав спочатку. Частково Гаррі був правий, коли говорив, що ми продовжуємо торгувати з Росією. Так, і ми маємо це зупинити і робити все для того, щоб це зупинити. Але інший бік медалі. Ми молода, слаба країна, на яку напала країна, яка має ядерну зброю, справді після підписаного Будапештського меморандуму. І тому наше питання і наше очікування до наших сильних союзників, які обстоювали демократію і права людини, захищати їх всюди в світі і допомогти нам їх захищати. І це абсолютно нормальне бажання країни, яка будує свою демократію і будує своє європейське майбутнє. Дякую вам. И давайте сразу же уже по минутке каждому, потому что 8 минут до конца. Давайте я хочу начать с экспертной нашей. Пожалуйста, Виктор. Стосовно санкцій, Очень коротко, 40 дуже секунд. коротко. Стосовно санкцій, хочеться сказати, що нам би санкції вже не розширяти, хоча б зберегти ті, що є в наших нинішніх умовах. Хотілося б, щоб ще до санкцій не було прицепом Северного потока-2. І хотілося б сказати, щоб і в суспільстві закріпилося, що пуск води в Крим можливий тільки тоді, коли Крим повернеться в Україну і там будуть українські прапори. Інакше це червона лінія для президента Зеленського, і це з боку його буде вважатися капітуляцією. Спасибо большое. Тамила Ханım. Дякую дуже. Насправді варто боротися за територію і за людей паралельно. Я все ж таки, як правозахисник, власне, хочу сказати, що ми маємо боротися за людей в першу чергу. Що стосується води, електроенергії і так далі, це має бути прописано в стратегії деокупації Криму, яка досі не з'явилася. І це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом все ж таки ми її побачимо, будемо рухатись по прямій і розуміти, куди ми йдемо. Дякую.
На жаль, стратегії по деокупації у нас не просто нема, а у нас в Україні був нав'язаний так званий Мінський процес, нав'язаний Путіним. І нагадаю, що на цей момент Верховна Рада ані попереднього скликання, ані нового скликання не хоче в конституційному руслі нічого пропонувати. А це значить, вона зобов'язана визначати міжнародну політику, вона не хоче сформувати власну групу і власні пропозиції. Якщо не мінські пропозиції і не формула Штайнмайєра, то які? Зрештою, коли нарешті Україна озвучить власну пропозицію, а не буде йти в руслі путінських ідей? Дякую вам. Да, Скаков. Давайте, Геннадий. Давайте, наконец-то. Можно подумать, вы вам рот закрывали на протяжении всей программы. Вы, по-моему, вообще больше всех слов имеете. Я скажу по поводу Минских соглашений. Давайте, 40 секунд. Все спорят. Стоит выполнять Минские соглашения, не спорят. Я согласен. Они прописаны, точнее так, что украинской стороне в данный момент не сильно их выгодно исполнять. Но под ними подписались украинские деятели, которые представляли Украину. Поэтому надо сейчас скажу, секундочку. Вибачте, ви не в курсі. Леонід Кучма, якого послав туди президент Порошенко, не мав жодних повноважень підписувати від держави. Ні, почекайте, від держави України не підписували нічого. Він почесний президент України, але не державний діяч, і від держави України не підписував ніяких. Поэтому я считаю, чтобы больше это все-таки главная ценность – это человек и его жизнь, правильно? И государство для людей, а не люди для государства как биомасса. Поэтому пусть новый парламент, обращаясь к вам, примет закон о референдумах и на референдум поставить вопросы. Считаете ли вы нужным исполнять Минские соглашения или не нужным исполнять? И пусть народ уже это примет решение. Наконец-то, сколько можно мусолить эту тему, которая просто уже, знаете, как бы вот здесь сидит. И каждый манипулирует по-своему. Есть международное право, есть аннексия, а есть оккупация. И зависит от того, кто отвечает за эту зону. Если оккупировано, они должны отвечать за этих людей, потому что они их признают своими гражданами. Если это аннексировано, отнято у кого-то, то эта страна, которая отняла, она по международному праву должна о этих людях заботиться. Поэтому тут не эмоции, тут просто есть права. Это Женевская конвенция от 49 года. Василий, людей просто так нельзя, конечно, бросать. Три коротенькі тези. Теза перша. Санкції – це дуже важливий аспект протидії гібридній агресії Російської Федерації, але це середньострокова перспектива. Тобто воно б'є економічно. На мій погляд, персональні санкції вони менше відіграють вплив на Кремль і на Путіна, але вони також важливі. Більш важливі все-таки секторальні санкції, і найбільше б'є це все-таки відсутність цього технологічного обміну і прогресу Російської Федерації. Вона не може конкурувати з сильними країнами світу. Але виключно санкційним інструментом ми окуповані території не повернемо. Тобто це один з комплексних дій, які потрібно робити. Теза друга. Я погоджуюся з словами, що в нас зараз завдання номер один – це принаймні зберегти в тому обсязі санкції, які є на сьогоднішній день. Розширення, воно бажане, але якщо ми говоримо, наприклад, про SWIFT, мені здається, що партнери закордонні можуть піти на це тільки у випадку, якщо Росія, наприклад, наважиться на якісь там агресивні дії в подальшому. Тобто це все-таки той крок, який просто так просьбами не доб'єшся, хоча вона дуже сильно б'є. Дякую. И третья короткая теза, специально перейду на русский, я плохо разговариваю на русском, но скажу, что одной из инициатив команды Зеленского есть расширение финансирования и покрытие именно русскоязычного информационного канала, который будет доносить нашу украинскую, проукраинскую позицию во всем мире. Спасибо. Спасибо. По-перше, я хочу сказати, що нам потрібно говорити не про території, хоча дуже важливо їх повернути. Не лише про людей, які опинилися там, а про людей, які в цій студії. Про людей, які в Києві, у Львові, в Одесі і в Харкові хочуть жити в нормальній українській європейській країні. З економічним розвитком, з незалежністю від Росії, з правом вибирати своє майбутнє. Про цих людей ми маємо говорити. І коли ці інтереси ми будемо ставити вище, ми не будемо повертатися до думок, як думали старі люди в 60-х, 70-х роках,
руках, що ми зробимо канал по-русски і переубедимо весь мір. Зараз не канали вирішують, а справді нові технології. Є відкритий інтернет, українська культура, донесення нашої культури англійською мовою, міжнародними мовами зробить нас відкритими і сучасними до світу. Дякую. Геннадий, у нас уже Минута. Заплаченные на телефон. Пожалуйста, уважайте друг друга. Роман Буквально і минута до Ахтем-ага, завершення заключаюче ефіру, слово. Да. Роман, будь ласка, 40 секунд. З моєї точки зору, добре, як тобі допомагають, добре, якщо будуть санкції, але я б на чому акцентував увагу? Нам своє робити. Нам треба будувати свою державу, своє суспільство, свою економіку, зрозуміло, інтегруючись в висококультурне, цивілізоване співтовариство. Але при цьому я скажу, з моєї точки зору, ключову річ: українська держава має бути правовою. Дякую. Ахтем-ага. Санкции и в последние 5 лет в таких тяжелых обстоятельствах войны, при открытой военном нападении, нам удавалось консолидировать союзников, и это намного приостановило бандитские аппетиты России по отношению ко всей Украине. Естественно, мы сейчас обеспокоены тем, что мы и по санкциям теперь сомневаемся, как сказали, уж хотя бы сохранить, и еще и по союзникам. И это все ответственность сегодняшней власти, и мы только хотим помочь, чтобы этого не произошло, обвала всего. Что касается, не с нуля вы начинали. Другое дело, что вы должны давать четкие предложения на улучшение всего того, что до этого достигнуто. Что и, естественно, требование санкций, новых введений против России, это в первую очередь четкие последовательные действия нас самих здесь. Только тогда это будет. И сильная армия – это есть непременное условие нашей независимости. Что касается русского канала. Дело не... 10 секунд. Да, 10 секунд. Я вас уверяю, в Крыму и русские, и греки, и, конечно, крымские татары, и другие там сотни национальностей разумеют украинскую мову практично досконально. Так, Дякую. Нет, коснулся Крым, я вам это и говорю. Herkesке büyükten teşekkürler bildiremiz. Çok sağ olunuz. Çok sağ olun. Дякую дуже усім нашим гостям. Saygılı dostlar, biz yayınımızda ve men şahsen şimdi çok belli böyle Çeçen lideri Cahar Dudayev'nin sözlerini yakunlamayı istedim. O aytdı ki, kulluqqa bir kere razı kelgen, 2 defa kul olmağa layıktır. Biz anladık da çoxlarına anlatmak gerek oldu galiba. İşte geliniz bu işlerimizni devam edeyik ve serbestligimizge yakında erişeyik. А я хотел бы закончить этот эфир словами немецкого драматурга Бертольда Брехта. Кто борется, может проиграть. Кто не борется, уже проиграл. Мы, крымские татары и украинцы с материка, продолжаем бороться за возвращение Крыма. Это был телепроект «Мост». Увидимся через неделю в 20:00 на АТР. Дякую дуже.